Хаймарство, хэшвуд. Хэшу, машу. Это они меня упомянули. Иберам Либерова. Это Марша Вогела, мое название. Я Ричард. Фудзияма я вообще не хочу разговаривать. Он человека-ненавистник. Ты еще более-менее ладно. Да, смешно. Вот это поворот. Почему он человека-ненавистник? Он не человека-ненавистник, он наоборот Да, он любит. Он любит человека Да, и раскрывает все его завязывай, стороны. братан, Он завязывай. рассказывает, как устроен человек, как устроен белый человек, как устроен черный человек, как устроен в китайском Какой-то климате. хрени в голове. Китай, как Давай, я в климате живущий человек устроен. И рассказывает все чисто по науке. Это же не он виноват, что там обезьяны тупые. Или змея ползает. Это же не его, это не... Да он не виноват, Не он Фудзияма врет. из-за ненависти создал змею, которая ползает и не может летать или ходить. Это же не его вина. Не Фудзияма создал черный. Ну да, ее создал формат. Нет, ее создал, не знаю, тот, кто создал. Все претензии должны быть к нему. Либо, не знаю, стать каким-то левым либералом и топить за абсолютную ахинею. Как всякие вот эти. Ну, я ничего не имею против трансвеститов, ЛГБТ и всякое это. Я не лезу в постель людям, и меня это абсолютно... Сабарде, крокодил, от слова совсем крокодил, щита. Давай, вообще не формат, волнует. давай нашу историю обсудим. У нашу историю. Цахум олшит мысль, Нашу историю нашу обсудим историю. Клепса, мысль, Больше ничего. Так, предложите ее обсуждение. Не целали. Бик адамдар кайдар вообще. Просто отмашать. Человека. Хадис обсуждать. Наша тема, наша история. А зачем микрофон выключаете? Я тебе микрофон не выключайте ему микрофон, пожалуйста. Кто ему микрофон выключит? Я выключу. Завязывайте Его мне. Не отцу. выключайте, пожалуйста, не выключайте. Сабарде, лахик, сабарде, хоубра. Собой отвлекаться, садящийся, а полный баню. Микрофон. Вообще, ты скамел дагая, шварился, выстрел, швари. Выстрелась, веквиш, адабитинец, отвлекаться, садящий. День групп специальных устроенных конфликт устраивать, я это реакция, Эран Ханмирович. Это конкретный, полезный тем обсудить, вопрос долго, задавай свой вопрос. Сабарде, Не отвлекайся. сабарде, вежи дорогой. شمت كهوش والحقيقة انه ده هايون هايمت هايدات هايون كما بيانا هو Хаметик там, где ты сидишь, Хаметик, абсолютно Я вообще никого не неинтересные оскорблял, разговоры, почему, блядь? никому абсолютно. Малайши так отвлекать. Цатаншин вообще не суразить. Сободешься, летишь, я летишь. Хубловцу, элга, слушай, так, тут выглядит Хаймарс, картина, что сказал. со стороны человека полностью зачморили, выкинули. И все. А он вообще ничего не сказал. Хаймар, Рафик не виноват. Рафик ни в чем не виноват, сказал. 100%. Ни в чем не виноват, Рафик. Хаметик на моем диване, где моя задница сидит, там мой метик. И там, кто мне сказал, Хаметик хочешь, там тоже твой метик, кто мне сказал. Давай по истории поговорим. Давай поговорим про историю. Про историю. Давай. Про историю. Ружди. Салман Ружди. Давай про историю. Рушди? Ружди, Салман. Это что, наша история? Ошалеть. Докатились. Нет, это я... Ну давай пообсуждаем нашу историю Салмана Рушди. 2-3 назад познакомился, я назвал тебя Салман Ружди. Не помнишь, что ли? Мы еще обсуждали этот вопрос.
Нет, ты, наверное, меня с кем-то перепутал. Да не перепутал. Мы просто посмеялись тогда. Я вообще, наверное, лет 15 назад один раз упомянул Салмана Рушди. Больше я его вообще не вспоминал. Нигде не встречал. قريشي Сабрдила. تنهوي Два года назад мы Салман Рушди обсуждали. Я тебя назвал Салман Рушди. Потом мы обсудили его биографию. Ну да, может, утрированно я говорю, лет 15. Да, из-за тебя, наверное, и 3 года назад тоже был обсудили. разговор у нас. Может быть, вполне вероятно и такое. Сейчас я тебе скажу, либо на твоем канале, либо на канале... Да это вообще не интересно конкретно что. Ага, без разницы. Естественно, да. Вопрос. Вот тебе вопрос лично, только ради бога, не блокируйте, не открывайте, будем мы с тобой вопрос вести. Сколько чеченцы уже, сколько столетий чеченцы мусульмане? Ты мне ответь. Это вообще, ну, это вопрос из ряда, короче, чеченцы мусульманами стали, это, ну, чеченцы и сегодня не мусульмане. Я чеченец, и я не мусульманин. Ты называешь себя чеченцем, наверное, ты мусульманином себя еще считаешь. Другой что-то еще считает. И так мы всю историю считаем что-то, каждый. Но именно вот это самое дно дошло до нас и начало распространяться, ну, вот это именно ислам. Вот эта опухоль раковая, деструктивная, аморальная. Именно вот эта, скажем так, система ценностей начала, или болезнь, зараза начала распространяться среди нас, ну, именно среди чеченцев или среди людей, разговаривающих на чеченском, ну, где-то 2-3 века назад. Впервые мусульманами мы столкнулись, ну, в таком большом количестве с Тимуром Хромым, который привез своих тюрков на наши равнины и посадил их туда, мусульман. И потом, ну, соответственно, своих тюрков он туда не всех привез. Многие тюркские сегодня так называемые народы, это, по сути дела, просто местные люди, которые были ассимилированы и либо перешли на тюркский язык, и все. И вот когда мы уже начали спускаться с равнин, точнее с гор на равнины, вот мы начали знакомиться уже с людьми, разговаривающими на нашем языке, но еще и на тюркском. И они уже полные бусурмане. До мозга костей. Они там основали на нашей равнины свои юрты, уже свои мечети, кто-то там что-то из шалашов делал. В общем, и сидели у нас там уже мусульмане, мы начали спускаться к ним, знакомиться с ним, и потихоньку потому что так как вот эти тюркские племена, вроде кумыков и так далее, таких же племен на территории Дагестана, ну, очень много. Очень много. Ну, примерно один пример приведу. Отраженный в книге Балазуры Китабуль-Футур 9 века, исламский историк. Когда они захватили Бабуль-Абуаб, что они называли Дербент, крепость Дербент тогда, сейчас это город в Дагестане, да? Когда они захватить они его не смогли, там хазары они называют живших в этой крепости людей. Но доподлинно, кто такие хазары, никто установить до сих пор не может. Они до сих пор выдвигают бредовые, ну, настолько шизофреником, настолько, не знаю, больным человеком должен быть, который верит, что слово «Дагестан» это слово, состоящее из двух языков. Даг, по-моему, на тюркском типа горы, или на фарси
Горы? Хаймарс, я тебя А перебью, стан? не заходи. так Свободнее, далеко. свободнее на Это вас. Мы э, сейчас свободнее, того еще на вас. Второе. Стан. Это типа тюркское слово страна. Итак, у нас фарси из иранского языка дайк, горы. И потом берут из тюркского языка стан и говорят Дагестан. И типа это. Ну настолько шизофрения это вообще как. Из двух языков берут, делают название одной республики. Это... И кто это название давал? Русские? Просто пришли, посмотрели, мы это назовем Дагестан, да? Или каких-то, может, я не знаю, в тюркских источниках там, старинных, есть какое-то слово Дагестан, кто-то обозначает ее Дагестан, кроме русских, которые до Дагестана, чтобы дойти. Но там в любом случае встречались с чеченцами, которые называли эту территорию Дегаста, что означает на чеченском «Отечество». Дегаста, Дагестан, на чеченском означает «Отечество», «Родина», «Земля отцов». Поэтому как бы мы уже спустились, там эти люди уже до мозга костей, их матерей полностью взяли в наложницы, культурно и генетически обогатили, вследствие чего они породили уже людей, имеющих в себе еще и гены этих людей. Ну, вот этот Бабуль Абваб, Хазар они выгнали, там они кишки, всякую вот эти мусульмане туда, бусурмане, Дербент, когда они смогли взять, они в реку, которая родник в крепость шел, они туда зарезали коров, овец и кинули туда кишки. Ну, это прямо сама на странице, на книге этого исламского историка Балазури, можете читать его. Мы подробно делали об этом. Тысячи, пишут они, тысячи хазар, было там тысячи хазар, когда они отравили воду, она заразилась, там черви полностью, все эти кишки животные и так далее. И хазарам пришлось покинуть Бабуль Абуаб, Дербент. И прямо в этой же книге исламского историка они дальше пишут. И переселил Марван туда 10 тысяч из Сирии. То есть прямо в Дербент привезены 10 тысяч арабов. Это один только момент. И только одна империя. Добавим туда тюрков, тюркские империи, которые точно так же, когда захватывали, а точнее тюрки, именно тюркские нашествия были вообще, скажем так, чудовищными, потому что они реально горы делали. Ну, это, я не скажу, это Чингисхан, там их называют, я не знаю, тюрки, они не тюрки, чингизиды, я не разбираюсь в этом. Главное, я думаю, они разговаривали на тюркском языке. Поэтому, как бы, тюрки это для меня, нету тюрки, народа. Нету такого. Пытайся, не пытайся, Туран, не Туран, Чупан, Пупан, никогда не будет тюркского народа, никогда не будет арабского народа. Никогда этого не будет. Либо мы будем все людьми, все. Ты человек, я человек, он человек, да, там живет, да, там у него своя культура, свое наследие. Либо не знаю, если все так начнем, то если все тюрки это один народ, то выходит 2 миллиарда белых людей, которые владеют этой планетой Земля. Кавказцы, Кавказцы, белая раса. Мы теперь тоже все европейцы, американцы, Индонезия, Австралия, все сейчас объединимся и будем говорить, мы там арийцы, разговаривающие на арийском, индоевропейском языке древнем, мы все братья арийцы. Да весь мир же обосрался, когда белый человек это просто произнес. А вы об этом толдычите всю, не знаю, всю историю. Вот, и теперь думайте, кто эти люди, кто эти, ну, весь этот компот. Что это, как это все там произошло и так далее.
Поэтому как бы вся равнина, вся почти что и... Ну да, в Дагестане и в горных районах в 17-18 веке фиксируются язычники, которые выполняют свои языческие обряды, ну, которые ближе к нам, в горы. Аварцы всякие, дагестанские, местные, автохтонные там народы. Есть зафиксированные села и в 17-18 века язычники. Но остальное все там уже все мусульмане. И все мусульмане, они тюрки там. И все они поддерживаются Османской империей, что означает огромные финансы и поддержка. Огромная, как это называется, огромный состав агентур, всяких авантюристов, пропагандистов. И Кавказ это центр, где эти империи сталкиваются, и все их интересы, все они пытаются, чтобы эта война и убийства не прошли на ихнюю территорию дальше нас. Они хотят решать все нашими руками, чтобы мы друг друга убивали всю историю. Там чеченцам они русские что-то подкинут, там дагестанцам тюрки что-то подкинут, арабы что-то подкинут, там этим что-то подкинут, там черкесам тюрки что-то подкинут, там русские черкесам, там тюрки чеченцам. И все они хотят, чтобы мы там друг друга убивали нашими руками, и они нашими руками имели и захватывали свои влияния на этом Кавказе, где мы сейчас проживаем. Это самая горячая точка всю историю почти что. Может быть преувеличено, но когда уже сложились огромные империи, огромные, скажем так, народные массы, разговаривающие и понимающие друг друга, что означает, они уже могут, имеют коммуникацию, да, могут общаться, переговариваться. Строит отряд, армию, империю. Уже когда все эти империи собрались, вот всегда самая горячая точка это именно Кавказ. И поэтому как бы все эти авантюристы, вот этот итальянец шейх Мансур, которого мы дебилы до сих пор считаем своим героем, каким-то позоримся на весь мир, чисто чтобы насолить дагестанцам, которые там кичатся каким-то имамом Шамилем, таким же агентом и авантюристом, который руками кавказцев поднимал кавказцев умирать за интересы Османской империи, то есть за золотой унитаз ЛГБТшного султана, который имеет гарем из мальчиков. И имеет национальную борьбу, которую надо повалить, схватив за яйца, смазанные маслом. Вот за этих османов был тот же самый имам Шамиль, тот же самый шейх, он не шейх Мансур, он Джованни Батиста Баэтти. Он с Италии, вон его все следы, он везде зафиксирован. Он с Италии шел через Османскую империю, через Сирию, Ирак, строя свою личную империю, распространяя свою личную новую религию, а точнее направление в религии, в сектантстве суфизма, мюридизм, что является синкретизмом христианства, на котором тюрки пришли, да, Византия, Турция, Анатолия сейчас, где жили христиане, захватили эту территорию, но они же все там не уничтожили, они же не арабы, точнее, не мусульмане. Они, естественно, все это сохранили, изучали и так далее. Там с греками, с этими православными смешивались на протяжении тысячелетий, или 1000 лет, или 500 лет. Это уже полностью какой-то, скажем так, другой состав. И до сих пор, в общем, эти влияния, эти агентуры до сих пор свое дело делают. Это ничего не изменилось, ничего не прошло. Все то же самое повторяется и будет повторяться. И будет повторяться. Пока мы такие тупые дебилы. Мы настолько ущербные люди,
что мы позволили даже, я ни в коем случае не пытаюсь оскорбить или еще что-то, но все мы понимаем, кто такие русские. Да, я понимаю, есть люди среди русских. Есть осознанные люди среди русских, но их очень много. Что означает, среди них дебилов, ублюдков, ничтожеств, конечно же, будет огромное количество. Потому что их тоже самое много. Это первое. Второе, это народы, племена, населяющие всю эту Россию. Наверное, думаю, Октябрьская революция, убийство 80 или 70 или 60 миллионов граждан Советского Союза, в частности, украинцев, русских там, да, и так далее. Среди них есть люди, но среди них есть там, скажем так, у них там Россия, цивилизация, свобода, глобализация, распущенность и тем более вот эти Макшанские болота, где обитают, вот сегодня, вот на сегодняшний день даже, имея в своем национальном составе столько ублюдков, и чеченцы, и северокавказцы, они не имеют 50% ублюдков, которые есть среди русского народа. В русском народе их огромное количество ублюдков. Я не говорю все. Но народ, имеющий в своем составе столько ублюдков, который считается во всем мире еще и нерукопожатным сегодня, да? Прикиньте, нашли ничтожеств хуже себя. Какие-то северные кавказцы, короче, вообще какие-то дикие звери. Ме. Вот такое впечатление, представьте, даже у русского сложилось в отношении нас. Вот настолько низко мы пали, теперь подумайте. Да, нас будут убивать. Нет, нас не будут убивать. Мы сами будем друг друга убивать. Смиритесь с этим и пытайтесь быть на стороне света, на стороне правильного, на стороне, прежде всего, здравого смысла. А убивать мы будем, потому что мы тупые дебилы, к сожалению. Если, конечно, мир не займется Грузией и не сделает весь Кавказ Грузией, вот тогда, может, мы станем нормальными людьми. Страной, людьми с государственным мышлением, с национальным самосознанием и так далее. И хватит говорить о прошлом. Кем бы ни были грузины в прошлом, кем бы ни были чеченцы в прошлом. Жить надо сегодня. А сегодня, не вижу причин у чеченца открывать рот в сторону грузина или еще кого-то. Но прежде всего надо разбираться с собой, заниматься собой, а не находить и строить врагов вокруг себя, которые и так мы имеем. И так мы их имеем. Да, пусть ложь, да, пусть все. Вот для меня лично, вот если я один человек нормальный, да, среди там, не знаю, к примеру я говорю, среди чеченской всей нации, если я только один здравый, все остальные обезьяны. Для меня, естественно, лучше, что Чечня будет в составе Грузии. Для меня лично. Для здравых людей, таких как я. А остальные 90% обезьяны пусть ищут себе место. Не нравится им? Не знаю, пусть в горы идут, Аллах Акбар и бабах. И все. Никаких проблем. Хатикцахум хирдачин, хаскамеш дидуэ, дахи хамеш дидуэ, уэ кеаде, уэ ни хрена ячин, уэ ни хрена никогда дира дачин. Уэ бог, сахуду со шу юк я дадюш эст бяш сунцале, und элча. Сак ома бол нах ледар балаха, сун со мяч отак бала, сун цахулк и там.
Цацава локсада, я не знаю. Пархтвят, я киктван, да, он, твоя цалокса. Сакам хумаяци, со хумаяци. Тунде расшу, со юкьяца доотика. И дакика место, деш, знаю, да, это и Грузии, Армении, бош, это декас место, деш. Захаз пойди, киетами, хайкали далаш, аз молодежи. Кварцадина шне. О, дек динет, я держан, интернет, чухия, и декас камилшта. Всех привозили, всех отвозили, завозили и так далее. Все. Всех завезли, увезли, отвезли, нас на землю бросили, анунахи пришли, Аллах нас создал. Все, мы здесь. Дальше что? Когда меня вообще не было, говорят, что там кто-то что-то сильный был. Значит, я тоже сильный. Хотя я раб холоп полный. Бот, NPC. Тупое быдло. Самое настоящее. Но видите ли, у меня вон в предках, в народе когда-то кто-то был. Теперь уважайте меня. Мы уважаем твоего предка. Но что ты? Что ты такое? Кто ты такой? Кто ты такой? Хочешь, я скажу, кто ты такой? В тот момент, когда ты подошел и кичишься этими предками, быдло тупое. Я, допустим, вообще, пусть я русский. Если я тебя сразу там челюсть сломаю, уложу, именно тот предок, о котором ты говоришь, ты кичишься, он пожал бы руку мне. А тебе, наверное, голову отрубил бы. За то, что ты просто на чеченском разговариваешь. Позорище ты. Ну, утрированно говоря, да? Видишь, вот в таком состоянии. Вот так и живем, короче. И будем жить. Аллаху Акбар. Ахмад сила. Аллаху Акбар. Шеф-чемпион. Ютя, лахающий, какие-то вообще тебя чурки, ничтожества там. Ингуши, чеченцы, ингуши, комментариев в интернете, сидят там, что-то пишут еще друг другу там, дерево, что егаю, але монах ячу, егает, монах ячу, я. Вы, чеченцы, вы, ингуши, вы, мы, ты, русский наш папа. Я пехотинец русского. Но ты чеченец, но ты ингуш. Тебя бы я просто сломал бы. Ой, я тебя уничтожил бы. Ваш народ были рабами моих предков. Наши предки в рабстве держали ваших предков. Вот тут я зверь, короче. На этом поле я зверь. Против чеченца, против ингуша. Хо-хо-хо-хой. Теперь зацените мои бицухи, какой я сильный. Борец с чечено-ингушами. Сам чечен борюсь с чеченцами. Сам ингуш борюсь с ингушами. Ненавижу чеченцев. Ненавижу ингушей. Вообще всех ненавижу. Вот так и живем. И будем жить. И никто нас не остановит на этом пути, кроме Аллаха. Азза ва джалла. Мы тупые обезьяны, и мы говорим Алхамдулиллах. Мы гордимся этим, что мы тупое быдло. Гордиться, да не гордаться. Еще про эти исламские, вот эти всякие, вот эту лексику употребляют в своей вот этой речи. Какие-то аяты читают, какого-то Аллах.
Да ты своего соседа, чеченца, готов зарезать. Ты ненавидишь своего соседа, чеченца. Ингуш, ты ненавидишь своего соседа, ингуша. Ты ненавидишь дагестанца. Ты ненавидишь там от этого. Но вы все любите палестинцев, потому что они далеко. Конечно, некоторые ингуши уже не любят их, потому что их к ним привезли, и они там уже показали себя. В Чечне, конечно, они не могут, потому что они знают, что в Чечне сажают на бутылку чеченцев. А с ними-то что сделают, они пока боятся. Хотя с ними ни хрена не сделают. Даже что бы они ни сделали. Что бы они ни сделали, Рамзан Кадыров будет целовать им руки. Вот так и живем, и будем жить. Аллаху Акбар. Увы и ах. Сюда, займитесь реальным делом, реально. Лучше образовывайтесь. Нахрена ты тратишь эту энергию, сидя в этой мусорке, не знаю, с каким-то... Это позор мою, да, ваца, так вышите глула, вообще, адам дадут и вот, котам хата, соцадек, а сумю, хокчухен, ашиса, хокчуа сайлуху, ралгайчен лиш, сайлуху, новчичен лиш, ашиса, хокчуа, низды, аздяшдек, али, хатца, вачите, гвисан, нюха, лула. Да, каздыр, мадыши, иш, дага, айна, хай, швайл, хунцайшек, да, бочет. Ай, ича, масус дол, цаганкел, мир, мабушын, бячи, хун бяч, буквально, хунцайош. Ха, бусал, дуял, бяч, бубуй. Ва, дел, коди, да, бусал, не машина, бой, сма, бухок, динеца. Ва, дел. Бусал, буял, хизус, букнохти. Украинца, бусал, буял, хизус, мабуйца. Дел, бусал, набук, чисто, хизус. Хуман, хизус, бац. Просто бусал, буял, целая лок. Ha? Me alzalelo. Ha busal buihu shot. Dibili ha. Oda buiha. Ha busal bui. Ha dibili ha. Кека, ha использовать в омега-дыха. Кека? Цундер, ха использовать его. А не потому, что ха бусал буял. Ха ода буял, я шо бусал. Ас бог, я ха ода хунду. Ha busal bolder, ha oda. Это? Просто войне. Бершот, сте пагал, шаега Палестин бош, а шишига нахьёц нах. Но шей лулхо бусал бала везмаца вешен, нахьёц нах. Шей хонохчи у, хай лулхо нохчи чунах. Четырехэтажный забор нахрен яшо, котам хомаерил. ها؟ بصا بواتسو وإنزلت أوق قاعدة مدوشو هو وفلسطين مسلمان бостать. Тут опять же чеченская пословица, не сегодняшняя, которую вы знаете, чеченцы, название, а настоящих чеченцев пословица. Генахешелох зурмахтарелла. Шум вдалеке показался песней. Кедишу. Просто, понимаешь, инсум палестинский флаг хватен. Фасак гич авида. As it ihadоиш болнарах аство мувиес. Если ходек дунет я мялил мировой ihадоиш лобби ЛГБТ. Це главный там флаг, палестинский флаг, юк. Це вообще ЛГБТ флаг, лилан, це палестинский, юк, це лилушек. А смока оставил хацунат, а хаю палестинский флаг. Ё, да ты камелда, иш пош. Он шайвек дүние чауда лумца мятна, осан. Ойли дүйчүн, ойли лилучүн, ойли интернет, оштол, дешен. Миллион так махаш ты чё, ногти уять просто. Представь, не хай, дей шитаню лёгце. Просто ногти уять.
Хот ihadoi чола хацахуми чоокл халха окко любой метта. Ё, конечно, пачконку уавик. Хомилу да озити. Ё, тяк и борж беш, пац. Ише иш тосан хирбу мутич. Пицит ленич. Куатам. И хуни санёл теви хай дейш хуни танёл. От я борж болчан хириачен хе. Und er war hinter die Ärzte. Bitte? Все, jetzt ist nachher jetzt Schluss. Bitte? Heute Bärsche wird ja so noch zu lecken. Und ja, noch zu Bärst eten der. Ich Bärst echt hack wohl lecken. Und Bärst wird sich aus. Und Tag wird sich aus. A hack an. So die. Schau noch zu, was Hakuta man jucha ist. Ассоциирует это вот слушай, ты ничего. А вообще мою. Хокерта, дикому вообще дадут, ладно, ой, я ж камел да даже мацахан, настолько обезьянки лохрах. А как анта говорит, душа обезьян, я сразу ж представить твой. Вот это. Неважно, бог, лила и. Und jetzt nicht, noch чего, я это ду, хоберши uns gut mo, и тебя nicht an der. Это? Was der jetzt du Buch von ja irchwaleler Oli Madon. Sila Ruka, und noch чего das? Что берст и таки я дюнал цатя нерсюга. Цунде что цебяхцая, цун сидяш, что целерейн далдял, хай энсая, хай кварт in дават. Я херя. Но ist da wurde. Хайла Аллах яиц, тикай, ну яиц, короче, да, цай Мухаммад яиц, любой ума яиц, короче. Ни хрена цах яйцам пербаться. Ни на что это не повлияет. Просто посмотрят на тебя, как в зоопарке обезьянку. Посмеются, поприкалываются. Возможно, если ты опасен, пошлют за тобой дрон и сожгут тебе 5-ю точку. Реально сожгут. Вон там. Украина, Россия, война, там группа, посмотрите. Там реально жопы горят. Один дрон и все, нету там, он не видит украинцев, у него нет, он не с украинцами воюет. Он не с Украиной воюет. Он с какой-то машиной уже воюет, понимаешь? Русский. А ты вообще горная обезьяна сегодня. В кавычках. Как тебя назвали, так ты и поехала, тупая ты обезьяна. Но ты можешь так не ехать. У тебя есть выбор, у тебя есть свобода, у тебя есть твоя индивидуальная жизнь, данная тебе Богом. У чеченцев, опять же, настоящих чеченцев, а не просто несущих это название на своем плече. У настоящих чеченцев. К сожалению, Бали Купарбат. К сожалению. «60, 70 лет полна. Бумеранг. Эх, sana yuga Ich ilkse арбошкар диена воин бокс. Уверен, дюцапца. О, обидно до суни. Последняя умная ночь лишь приход к этому незнакомицу. Приход к этому людей, он приход к этому обезьян, маду. О, ца, это милая, ца, у меня есть захур, мадарон цикатекс, а ишта ол и не ста, ца, это хер своя. Но обезьян, это цендер, он просто приход к этому, он это куда садится. Я мобил. А куда он шутся к этому, что вообще обезьян, что криешь, он криешь. Цаохul юга прям даязи наоку из юга 5 точкац
Цучу дигдята даршасум, бо нохчимата язу шуй, из хаку, чу дигдята дарас. Нохчимата язу шуй. Иш, das ist ешаца, еш тикток, чу комментариев, ты чу ашаешь, шишуниш. Притом блокировать больше нас иш. Вот тот шаншин саш нохчи ю бош, короче, лилу шук, это. Хоп нахи цани со ассоциирует точно. Ажал опка. Ажал? Покаж. Харвон, надо. والله Харвон. يهوي Что я? Ардор, تعبيد عاجل. الدنيا جا نوختي عليش مالغري عماج او انكر لا تاتي جا نوختي موات بيج. Чурка бош еш максимум по дуне чак итарио. Нохчи цеа бяхи яца. Ой бяхи итариаца. Нохчи хулш яци. Ас лично даюла руки нохчи це сила. Ще полностью с почестями, да, бършум шериш стан займончо. Спартанш сан нохчи бош аш. Da boilerish dik enti bar kuan khibarish ta. Dek az yahi san gal yal da boilerish ya. Все. İşte deduş. Ya şuf nokçı khidyo. Ну что дау любовь, да, то ты не чепат. Мы чеченцы, мусульмане. Не, так не получится. Да, не получится. Со Осло, миллион раз, бая координация города, в любое время хавулиш Осло, центр. Звонок снимать видео, со Осло, артагиоцем, це Чергазия перед этим бадагди, по центре Осло, це привет. Координация, мы сега, амития уи, ой, опути пупуи. А чё проблема, ты да? Впервые, самодоли. Куда иду, то Сахарита. Хумади, да, конохчи йоци дуня даху это дух просто. Садека здесь отяя его. Неудавшееся потомство его это дух и все. И на этом твой вопрос будет закрыт. Никто в мире никогда больше тебя чеченцем считать не будет. И все будут понимать, что да, Кошман или как его звали, это полковник, генерал российский, который сказал, Кошман. Вы знаете, чеченцев скоро не будет. Не, люди-то будут, но они уже не будут чеченцами. Их хватит, ну посол, Денян, ты ему можешь дать. А ногти уядя, да какой ты ногти бошек, да? Чурка ты поганая бошек. На себя в зеркало посмотри, что в тебе чеченского будет, а то посмотри, я. Ишь, Петер, Воля Хетсон, да я, никому не тираю. Чем هر نوخچی یو هر сан хилага кундейш хош тачурк шухош обезьянш дус гор спуститься один болок чулок. Посмотри на себя в зеркало, что в тебе чеченского. Чурка байтер, волих етксу. Хой лично. Хоче. Хо оскорбить тетер, хо оскорбленный ю модердек. Хоек хайлитер, волих етсонца сагик. Хо нохчи ю мятан. Ди нохчик оман, ди нохчи варадейшан цинкум олик чулок. Цундер ас иняк лахуярду. Ас хо этер дунахан. Хо бусал би уборя. Хо нохчи воци. Хайла раком гиттер воцига, кис руа угди, бусал буячу, хо динеча, хо нохчи воци 100% хуши, и все. Но бусал бам руа, алхамдулиллах. Хо резво чу ялла цахиетсу. Картнак бусал пулар мадуй. Картнак елсмани мадуй, ола антиоа ча нохчи уи ваци бош ватер мадаци, век жежал ча кешнешка марик шкаште деча на хо нохчи уи вацари бош ватер мадаци. Цундер хайдаях тя ялла кахай. Бусал биса, короче. Сура 4:24 аят, где разрешено изнасиловать замужних пленниц, лоч, бершиоч, котам, юсал, бусал биса. Да, вон никаких проблем, цааму с собой, но ногти ему бараху. И все. Я бусал прил, уважение, хрёек, ларом, хрёек, баолу, рёгон. А гей, хил, бусал, бахил, разный тяцун, а гей, хла, бусал, хла. Ай, луак, лишил, шмол, цишина. Бусалба, я как бы одно и то же почти что. Смотри, та проблема, это твоя свобода. У чеченцев, опять же, я забыл мысль, у настоящих чеченцев, не у вот этого названия,
А у настоящих чеченцев есть свое собственное приветствие. Да-да. Представляете? На своем языке свое собственное приветствие. Но скажите мне, пожалуйста, когда в последний раз в мире вы встречали чеченца, который приветствует другого чеченца на своем языке своим приветствием? Я думаю, никогда в своей жизни. Вы увидите человека, разговаривающего на чеченском языке, говорящего, что он мусульманин, утверждающего, что он приветствует другого разговаривающего на чеченском языке, мусульманина, арабским приветствием, а точнее римским приветствием, пакс лобискум, который евреи сплагиатили, шалом алейхим. Следовательно, ислам, мусульмане, которые сплагиатили все с Торы, с Библии, и примазались к иудаизму, к евреям, к Адаму и Еве ихним, к всех ихним пророкам, к Элохиму ихним. Ислам вот этот, который к ним примазался, то же самое взял его у евреев. Шалом алейхим, салам алейкум. Вот как просто. Пакс лобискум, салам алейкум. Вот так. У чеченцев есть приветствие свое. Маршуа. Марш ворил, марш ведил, марш ойл. Коротко маршево. Свободы. Тысячи лет с культа солнца идет это приветствие. Ма, бог Марс. Если не ошибаюсь, Марс римляне взяли у этрусков. Заимствовали. У самих у них, по-моему, у римлян был Деус, или Юпитер, или что, Зевс, что-то в этом роде. Греческий вот это, древнегреческий Деус, который превратился в Зевса. Деус. Пиздец ты сказочник, блядь. Началось, блядь, сколько чеченцы мусульмане, блядь. Тебя истерить. А я вообще, хочу выдаю, да, вот. Я люблю доказательства на лицо. Приходите ко мне на эфир. Сказал я речь. Люди сами будут вам доказывать мои слова. Вот такие обезьяны. Тут тоже сидят. Постоянно. Притом каждый я заканчиваю свою фразу о их, об обезьянах. Они сразу же подтверждают. Иногда мне самому даже кажется, может, они подставные, может, я их сам купил, чтобы они так позорили специально мусульман. Как вы думаете? Может, это я делаю специально? Может, это я сейчас в ТикТоке пишу, что там мне задницу там стропон, не стропон, там какие-то швабры, педали, гранатометы, танк мне запустит в эту пятую точку. Может, это все я пишу сейчас, или всех их подкупил я? Соскок он сделал сразу, когда ему задали вопрос. Да, я вообще, это я сейчас, не я тут сижу, по сути дела. Я вообще соскочил давно. Бьех фитиш еще стагун, Машалла. Делается он с бусурманским фетишем. А знаете он бусурманский фетиш? Позор хуже некуда. Позор хуже некуда. Пока цаджимал я пытаюсь цанахуетич шу сайга ишта ишта латда. Но шу нахиет бокойолш дачины просто шум цахат бокш. Некоторые вот на кисве кабы пишут имена всякие. Арийский яц, милосердный яц, Иисуса отражаться дешев. Прости их, Господи, Отец, ибо они не ведают, что творят Божье. Це є арійське благородство голландца. Але я питаю, що він цаха. Но не испытывают к нам этой любви, или уважения, или своего
своей привязанности к нам, как я. И другие не гнушаются. Они все говорят, они как есть говорят, они полностью. Во всем мире смех и грех юкшу, короче. Модердик, дичь, нахуй, оставь эле, возника, тендошу, чё, да я улиш, да? Одек dünya пригочи, слышу. Одек dünya. Кики юаниш. Хизбобо, шо, дек Европа, документальный фильм, шо, стели, банк, шишу бусал, бусал, арбу, вежди, алджич, мараканч, о, шоптя. Это? О, дек Европа. Изнасиловать, бляш, кики юани. Шо дошел ко Европе, аш, сиди. Ко Европе, аш, ё. Hazudyalı yezon, hatta yok koyuyor. Harbak vabulu, hayvak büyüsen, ya süren, ya delkan, ya üren, şkoliyet, hayos, dayıvet, ya arboçut, ikan, iznasılovat ya. Harguk iş dadançult ya, priyal içe delçult ya. Петё? Ну, а киетер, омац киетер ухайон. Да от има дуайтили изнасиловатин, ваили, ах, сандор душу шаддерша. Така сандолаш. Бел и я там был шутка, тут так. Мои лири, но я знаю Илларии. Потому что город Мёльме, Швеции, столица изнасилований. Ни одно изнасилование не совершается местным шведом. Все они совершаются именно мусульманами, иммигрантами с мусульманских стран. В частности, арабы, пакистанцы и так далее. Столица изнасилований в мире, вообще понимаете? В Швеции вообще чеченцев нету, что ли? Или там у чеченок на лбу бывает написано «Чеченка». Да, это все правда. Кстати, Швеция на 5-м месте в мире находится, наряду с африканскими странами по количеству изнасилований. Так это еще увеличивается с каждым днем. Потому что вот это все вот эти левые, вот эти СМИ, вот эти правительства, враждебные оккупационные, которые тут в частности орудуют, да, пока что. Они все это замалчивают, заставляют это замалчивать. Они пока выкачивают доллары у арабов, которых они им дали, их же надо вытащить оттуда. Потому что это обезьяны у них, нельзя эти доллары оставлять. Неизвестно, как они с ними поступят. А такие финансы — это огромная сила. Нормальный человек. Я за бензин, за дешевый бензин, если я нормальный человек, я понимаю, что покупая у него этот дешевый бензин, я его буду проезжать, прогаривать, или как это назвать, черт, побери ломаный русский, прожаривать бензин, короче. Прожигать, да, прожигать бензин, а у него банковский счет будет пополняться. И все. В итоге что будет? Он будет миллиардером, я бомжом. То есть его рабом. Нормальный человек будет делать такое? Нет? Теперь я понял, тут как бы меньше из зол. Оказывается, они в Дубае в каждый день эти аукционы устраивают. Какие-то машины, какие-то редкие, что-то там. Собирают всех этих арабов, шейхов вот этих. И они, короче, ради понта, короче, в общем, там на сцене американца, белого человека, чтобы увидеть, просто они, наверное, заплатили бы эти деньги. Но они еще и белый человек себя показывают им на сцене, и еще им аукцион устраивают. Так они вообще, они, наверное, у них штаны мокрые там. Потому что у них какая-то генетическая, не знаю, обожествление белого человека. Это даже в исламе, ну, это четко видно в исламе, черт побери. Не просто какими-то намеками, а четко. Белый семит это можно только встретить в религии. В христианстве с Иисусом, с белым семитом. И в исламе с Мухаммедом, с белым семитом. Это только в религии можно авраамической найти такой бред. Это вообще как связано? Везде, Мухаммад
Урва работал, носил камни так, что была видна его белизна живота. О, его луна была так, лицо было такой белой, осыпанной белизной, как луна. Его пальцы Мухаммад описывает, везде белый, белый, белый уэлэ. И в самой религии, если вы послушаете мои эфиры, точнее в эфирах хадисы достоверные и аяты, вы там то же самое услышите. Весь ислам четко прослеживается обожествление белого человека. Фетиш, вожделение к нему. Не знаю, с чем это связано. Вот ради белого человека они готовы на все. Вот как вы просите уважать себя, вашу религию? Вот. Прямой вопрос. Посмотрим, найдется ли среди вас, среди мусульман, вот один мужчина, который услышит это. И просто, не скажу не мужчина, а просто докажет, что я не прав всем людям, что мусульмане не, там могут быть и умные мусульмане, что я не прав. Прямой, простой вопрос. Ваши братья-палестинцы, да? Везде вы сейчас аватарки ставите. За этот гребаный флаг на вашем священном хадже штрафуют, мать вашу. Сажают в тюрьму за палестинский флаг перед Каабой. В Мекке, в Медине. Как тебе такое, Илон Маск? И после всего этого ты берешь $7000 у твоего сына, который с рождения на стройке работал. Берешь эти $7000 и едешь, чтобы очистить свою грязную жопу от грехов в Мекку, вот эту Медину, и платишь арабам $7000, которые, я только что упомянул, которые за флаг ваших братьев, которые у вас всех на аватарке, штрафуют и сажают в тюрьму людей. Показать вам видеосвидетельство, как прямо перед Каабы за палестинский флаг забирают женщин, забирают мужчин. Показать вам все это? Можете сами посмотреть. И вы после всего этого продолжаете туда ездить, платить им $7000, сосать их этот черный грязный камень, который непонятно в каком, что они туда мазали по сообщениям, они туда месячные мазали до ислама, мужчины мазали свои эти яйца, и это типа считалось у них будет потомство сильное, мужское. Так это языческий храм их нет, да, исламский. Они же его не уничтожили. Мухаммед не уничтожил языческий храм. Он даже хадж сделал до уничтожения 360 идолов, которые там были. Вы знаете, что до завоевания Мекки Мухаммед совершал хадж. А идолы он уничтожил, которые в Мекке, только после того, как захватил Мекку. То есть вокруг идолов свое обычное дело, которое, что они всегда делали, они делают, теперь вы продолжаете это делать. Только теперь вы какими-то красивыми словами оформили эту черный камень в Каабе, который в форме женского вот этого хала и органы изучен. Куакшашук и отцунах пер Аллах церхил женский божество, и Аллах церхил аватца. Никогда у арабов Аллаха не было. Прекращайте эти ложные утверждения распространять. Обращаюсь и к не мусульманам. Не продолжайте. Никакого отношения арабский Аллах не имеет ни к арамейскому Элаху, ни к еврейскому Элохиму. Аллах не имеет никакого отношения. Илях арабский, да, имеет. На арабском Бог. Илях. Аллах это вообще ничто. Его не было никогда. Была Аллат. Аллат. Женское божество арабов, которое даже Геродотом зафиксировано. Они ее почитали очень сильно.
Аллах богиню. Да и во многих местах она почиталась. И в Синае есть храм Израиля, Аллах. И по Саудовской Аравии есть везде. Теперь что? Есть Аллах и есть арабы. То есть женская богиня. У многих народов древних, с древности, все богини и боги были женские. Ну, у всех были женские богини и женские боги. И это было связано, вообще, если в древности глубже уйдете, то там богиня это чисто женщина. Там, кроме женских богинь, вообще никаких богов ни хрена нету. Вообще бог, не бог такой, людям неизвестно, люди тогда еще, обезьяны. Они видят, что человек выходит из женщины и понимают, что она творит жизнь. И все. Потом уже пришли вот эти всякие вот эти жрецы, иудеи, фарисеи, мамукеи, сакукеи, которые начали это все оформлять красивыми словами. Какими-то мифами и так далее. В общем, вот такая у них была богиня, и она, в общем, в 8 веке, чтобы вы понимали, арабского языка, чтобы на арабском языке не спаслать ислам, не существовало тогда. Не было тогда арабского языка. Настолько глупый бог у мусульман, что не нашел нормального, там, Рим не выбрал, где, да, на весь мир могли бы там распространить словом, красивым делом, там, или еще чем-то там, как они христианство распространяли, да. Он не мог выбрать там, не знаю, Персию, иврит, древний язык, который уже существует, на котором пишут, ни греческий вот это, ни латиницу, да. Настолько глупый божок Аллах, что выбрал для ниспослания своего писания несуществующий язык. Арабского языка в 7-6 веке не существует, которого вы знаете сегодня. Его не существует. Там 5-6 букв. И 2-3 слова. Камень, жопа, есть, спать. Все. Ни письменности, ничего у них нет. Да, у них было до ислама. В Набатейском царстве. Когда у арабов, у арабских племен было царство Набатейское, огромное царство, город Петра в скале высечено. Посмотрите, город сейчас в Иордании находится. У арабов тогда была цивилизация, и Израиль входил в арабскую вот эту, в арабское царство вот это, Набатейское называется. Тогда у них было, да, все. И письменность там своя. А сейчас вот эта арабская письменность, арабские цифры, арабская религия, это все дерьмо с Индии принесенное. Тот же самый черный камень в Каабе. Посмотрите на аватар Шивы в Лингаме. Это квадратный куб, в котором ложат черный камень, который считается аватаром бога Вишну. Почему его ложат в высеченный куб? Чтобы внимание было на боге. На аватаре бога точнее. Потом делают обход этого храма. Потом идут к реке. Как она называется, вот эта священная река? Где они купаются, вот это. Тигр, Ефрат. Какой тигр в Индии, господи? Ганга, Вот Ганга. Ганга, да, вот, Ганга. Потом еще у них 4 города, они делают паломничество с этого города в этот город, этого. Все, что сейчас есть на территории Саудовской Аравии, которая представляется исламским, это все дерьмо с Индии. Ну, это не оскорбление, это по сути так и есть, но посмотрите на это. Ну вот как это? Пожалуйста, я это не подскажите мне нормальное слово, как это. Плагиат.
напишите в комментариях, как это назвать. Я это называю. Чтобы вы понимали, вот женщины, мужчины, это там они изнасилуют, там они прямо засовывают вот эту голову сюда и несколько изнасилуют. Одну женщину бывает. Это сегодня есть. Можете сами посмотреть. Москве Туми, хэштег. Там тысячи женщин сообщают об изнасиловании. Вот рядом перед этим камнем. И не только перед этим камнем. Ну вот как это происходит, покажу вот так, например. Чужие губы тебя ласкают, чужие губы шепчут. И чужие губы ласкают ее. Вот еще, если вы подумаете там что-то, фотошоп или еще. А можете даже прямой эфир включить 24/7 КАБ и смотреть на все эти красоты. Вот еще маска. Да, и второе. Святой Дух, дуйте. Ду-ду-ду. Вот. Вот найдите, напишите, как это надо назвать слово. Найдите мне для этого дерьма. С каким-то умным лицом серьезным я должен это называть какой-то религией. Ой, взять это! Вы с ума сошли? Лучше убейте меня, чем я это дерьмо назову чем-то хорошим. Да, может, перед Слахом и назову, но никогда в жизни в сердце этого я не приму. Так что если вы найдете меня, заставите плакать, снимать видео, не оставляйте меня в живых после этого. Я все равно никогда не признаю это дерьмо. И если сбегу, если мне удастся сбегать, выжить, я точно так же потом повторно пойду, сяду, и как будто ни в чем не бывало, как будто на этом видео не я, как будто эти слова я говорил не я это продолжу, я настолько наглый человек. Ну, чтобы вы понимали, я говорю. Вообще цена умна, хожу вообще, легче. Шунхает больше. Борщ на будете гашать, а не свин борщ, заявление. Еще хербукес. Salah satu cara jamaah haji untuk dapat Bude, важно. Хилтоле, что такое, или алерч. Ока, дичь, так и ну, важно. Мяудук бухаю. Альбо вообще отуманно, вершисти бежаних астушпарц. Малик штенгадута. Маликш, короче, да ладно. Кабарек, ну кабарек. Представляете, чтобы засунуть свою башку в этот унитаз, они платят $7000. 7. И многие это делают. Я повторяюсь. И многие, 90%, вот эти все, которые каждый год уже туда едут. Как на туризм уже начали туда ехать. Они туда едут за деньги, которые их дети собрали всю жизнь. Мечтая, я вырасту, пошлю своего отца, мать на хадж. Это моя мечта. Вот ради этого они платят $7000. И многие, 90%, эти $7000 берут у своих детей, которые всю жизнь работали, мечтая, когда вырасту, соберу деньги, пошлю свою мать на хадж, своего отца на хадж. Да у тебя чесотка начнется, ты по всем кефирским христианским больницам по всему миру бегаешь, прося милостыню на лечение. Нахрена? Зачем? Вот золотые мечети стоят. Разве им нужны $7000? Разве арабам Саудийской Аравии хадж Мекка это же не общее мусульманское, что ли? Ничего себе! Вы еще должны платить $7000, чтобы пососать свой личный исламский черный камень Каабе? Уважение, респект, таких лохов
не найти больше. Вы бриллиант просто. Не переставайте быть мусульманами, я вас умоляю. Таких лохов в этом мире больше навряд ли кто-то найдет. Никогда за всю историю навряд ли будет такая система по выводу лохов. Никогда такого больше не будет, наверное. Поэтому не переставайте быть мусульманами. Хаймерс, у меня вот как раз насчет этого думал, Hadi olur. Denjuqar äärbahqa üüşetiyor, vain peidahar pääsärtiyor, рабышма буешь, и дайлок ешетиешь. Он дэр vain удобного буешь. Не переставайте быть мусульманами, sun pitoni ahtatsa vies. Sun kibočki ahtatsa vies, apalkšiktu samasti atsa oku ahne lutsi unni amiosti ja stiiru. Maldi Bogу, это собой буча. Критio? No, šā vienkārši biznesmen, profesor, umnika, vaha. Osuda dies. Ja sasam bolčā huda dies. Nākam, audāma bāci, veisan. Tad ja tā problēma jāatšana. Būs apdiņšuši ar dolladolus, ērmadolus. Šo iešu dušanoju. Inza Рамзаник, Олег, дайте Путину, мне сказал Путин Бог, береги себя, ты нам нужен. Из Бога, берегите себя, вы нам нужны. Берегите себя, я вас умоляю. Вы бриллиант. Мечта любого диктатора, мечта любого рабовладельца. Это ислам и мусульмане. Это мечта любого тирана. Что бы он ни делал, они будут стоять на коленях. Что бы он ни делал. В мире до этого момента навряд ли была такая система по порабощению человека. Навряд ли. Я думаю, не было такой системы. Христианство, да, может там. Поработила, она выстрелила просто на секунд на 20, короче. На 10, может быть. Ислам — это рабство до судного, ну, как они говорят. Ну, вечное рабство. Пока есть ислам, обезьяны будут. Могу я замолвить? Да, словечко могу я? Конечно, могу. Нужно. Мусолгуй. Саид? А? Ага. Так. А куда я попал вообще? Я не понял. Мусул, Васа. Почему я здесь нахожусь? Не знаю. Кто я? Где я, да? Да. Что со мной? Куда я попал? Ассаляму алейкум, сынок, бусал повезли. Ой, сколько шизофрении в одном предложении, Господи Боже мой. $7000, чтобы выполнить обязанность Аллаха. Представляете? Аллаху еще надо платить, чтобы его фарды исполнять. Как тебе такое, Илон Маск? Со своими роботами. Какой робот? Зачем тебе робот? Робота, наверное, надо заряжать, что-то на него тратить. Лучше мусульман разведи там, они сами будут тебе платить, чтобы ты им давал рабство. Какие роботы? Еще с таким риском, под вопросом порабощения или уничтожения всего человечества. Зачем нам эти роботы? Ну зачем? Да уберите свои всякие вот эти либеральные вот эти хреновые законы, и все они будут довольны. Зачем вы их сдерживаете? Разрешите им быть животными, разрешите им быть рабами, разрешите им рабство. Зачем вы пытаетесь их насильно сделать, не знаю, какими-то умными, толерантными, воспитанными?
سيدول as إيش دحل واشا تعبق ولا شديد دول جدا تكوير واشتا برشل تأنا قويتن يحدى حلل بين سخوزيت سي as سندي حو تعديد غيرت ولا as يلا خوي كودا ديز ميتواليز تديق أس أمي تايس لأز دايوليس أروليش أتوش وديش أشي أتوش ينسيو قاويش وصيب ينبوشو ما دات يا سياح يا قوشا يا تتوتي وصروباش قزي الله وديش أشي أسيو قاويش ديبيلو ما يلو يا شبيش وشو تاكي واحد جسامي ريوش موعي وتقيت أصنا باريش Ну ничего. اسألوا О, шумдук, вчерашний хейтер, сегодняшний фанат. Я здесь, дед, нан, дед. Умадаться, что интер волон, осмалился, арийский, благородство его, слушал. Пока что, бусалбенчур, эрвелился, интер вал, алой, изернешка, бяк наун. Овет, что он интер верун. Гордин Хаймерс, я тебе сейчас объясню, почему они сидят тут, ну, предположение такое. Им вот все эти вещи, которые мы про религию рассказываем, говорим, да, типа носить хасхиецаныш. Это то, что желает их душа, подсознание, которое зажато, что сами они не могут, но они рады слышать, наконец-то кто-то там, мое тайное желание, может, они сами это не осознают, но это их подсознание прямо-таки кричит об этом, поносить даля эл, что хасхиецан, хэштаг, Аллах поносить тебя, шарудящий. Скрытый. Это их там мелкий дофамин, короткометражный, дофамин вот они еще, что они видят там меня такого там ярого антиаллахщика, какого-то вообще куда-то, короче, хейрвел Аллах Мастава, и сразу вспоминают, я же хотя бы не такой. И видя меня, он чувствует себя каким-то хорошеньким ангелом перед Аллахом, понимаешь? И короткие дофамины у него идут. Он получает от этого чуть-чуть. منديك بنسوخ ما تشوف أخيتنا بنسوخ الله أبوه بايا Да. И хадис дяшния Хаймерс паймар عايشك أولشي ناخد عربي رباط علي يوح كجن عيوح قرارشة كابل. صحيح. ZT, комментарий твоя зога, ZT. И Аллах такая драка, ты слушай. В Европе, если будет драка, моя европейца будет хоть 3 виноват, европеец усладно. Все равно совершу кодов вчера. Сей гош масне, маша дышу. Маршал. Армат с рубашки на алях раз. Сун конкретно цашца. О ваштя хитр с рубашки. То уже Да. Это четкие рубашки. Давай, это вообще социал. Рубашки, да. Чё, хажу есть сон гениат эфир YouTube чё швац. Давай, он с рубашки, он вот загнал. 129 участников, Это уж дам сигнал. Рубашка дела. Хазит я с тебя был, 60 я кизган говорит. Носа, бересо. Дело со своего духа, если у вас с рубашками лох пахнет. هذه إشباش تبدو كتير هم خزني هون هذا صديق من Хазил собор дела, да, все,
No, po šāda nošķimā tā jāzina, po čečenski Lada Priora. Tā familija ceļš jau, po tipa sajuboši jūs. Muslim ceļus, mašālā. Šai, un jādinek doli, un atkal lošil savadžā. Un jādinek doi, ну типа минет дoi jāsum bokts, un žaplu daras. Hažal čečenski Lada Priora 95, мужской минет tieši gejolā, Google čā, hasta hažausa iš tosanca šigēju niepuču. Сайты для гей-знакомств, Google čā, primo ifīdā, zabīktin, hažaronsu. Cigā jūnca, masīta сайт jūncigā. Hainci čā, haz lahalahi. Чеченский Лада Приора, лидуешь, тоже цучуа херон из посланца. Скорее всего. Кучаловца вез, он минет ешола, мужской. Куча, ишнеш бар. Не ищется ли его? Вот я кармат. Бусул буй. Харори. Бусал будет. Бусал. Уж аж мило, бусал би. Я зелевицу. Ащет бля, Хубая. Понял. Патерсу, такие нормально. Я асфер, даже у группы ситуация против ви, деятельность юзу против божби. Первый же комментарий и ответ. Ценца не связан чисто ЛГБТ, если хасвен. Просто и первый же их комментарий, первый же их слово ЛГБТ. Патерс, это случается, если ислам зашел к тебе, и прошло 1-2 поколения, женщина там полностью уничтожается, сажается в мусорный мешок, прицепляется цепями к кухне, а мужчины сами собираются на вечеринки, всегда гуляют и долбятся в очко друг другу. Это Афганистан, Пакистан, там женщин вообще не существует, нету. Они там где-то, наверное, есть в подвале, где-то там под землей глубоко. А вот мужчины долбятся друг друга, очко ходят. Самое большое количество трансвеститов, ЛГБТшников, геев, зоофилов, некрофилов. То есть в Пакистане реально начали уже могилы своих женщин решетки ставить. Потому что в исламе разрешена некрофилия. То есть достав труп, ну, конечно, только со своей женой разрешена. Но они уже, понимаешь, со своей мертвой женой, если можно, с ослом, если можно, с ишаком, с верблюдом, с любым, все, если можно, то подумаешь, там и чужая жена. Мертвая же. Мертвая. Какая разница, своя, чужая. Мертвая в любом случае. И они уже там ставят решетки. Никогда видите. Это я молчу, Афганистан там. Dur, что дуй? Никак, дури, елч. Из идешь ты еще, айна, хайшу. Бусалдин, шар идешь, даришь? Любой человек, умадается из земли, YouTube чаю все даете. Любой человек, который хочет, верит, представляет себя в исламском идеальном обществе и государстве когда-то, как вы все сейчас мечтаете, я вам рассказываю, каково это. Потому что уже были эти исламские государства. Вы-то ослы, обезьяны, не понимаете, что можно прочитать историю и взять опыт, а не обязательно пойти наступить на граб. Если бы вы это понимали, то так каждые 30-40 лет, что от цоганчу, марик бетта, лур, бецер. Югахажен, стабанчани, хун бет белет яшт. Це хун есть один тия. Я хугал делать тия. Я где они не доглядели? Я где они что хоуш дал хари? Ахшин хур дар будущего и тум дадуоде, чатсен чаккия мохоль. А что ты, что чаккия? Пакистан, Афганистан. Иран. Самое высокое количество смены пола, трансвеститов, ЛГБТшников, зоофилов, педофилов и так далее.
и нету По женщин. исламу халит. Если вы хотите ислам, то запомните и уясните для себя. У вас не будет женщин. Вам придется долбиться очко друг с другом. Примите эту реальность, осознайте ее. И если вы хотите такое исламское идеальное будущее, то, пожалуйста, флаг вам в руки, стремитесь устроить общество и государство, в котором все женщины будут уничтожены, а мужчины начнут долбиться в очко друг другу. Бравые муахиды. Ну, чтобы, есть же фатва, изданная в Саудовской Аравии недавно. Могу вам показать тоже, как она издается, как она читается. Могу вам тоже ее показать. Что один муджахид может долбить в очко другого муджахида, чтобы у него анус расширился, куда можно было побольше взрывчатку положить, чтобы он сделал джихад. Есть такая фатва? То есть муджахид имеет право долбить в очко своего брата муджахида, чтобы расширить его анус. Это фатва исламская. Я ее издавал, обезьяны. Это не я ее издавал, я вам пересказал ее. Если вы хотите, кто-то захочет, могу тоже показать. Миллион раз уже показывал. Не хочу повторять. То есть, короче, прокрутите эту картину в себе. Так, шариат. Первое. Все женщины исчезают. Это 100% души. Вы шейдахаряхишин зудгуряхшин. Единственное, хажишёш, что хуются, что аж гали, дали, и то амари. Ё, бьюсан, чувак, гурдукони, единственное. Кехон зудр гурбат, худинечо. Мягкий гурбат, эргэ, эрикдор ваша. О, шуа, мой амокша. Мокшай, умадуй чуа. Гурбат не будет. Хугырду. Пикшли отсунна, ты амекш мадуар бош, лиеш муджаич гурбукшин. Посунни, мокш мадуар бош. Нагает, за поворот шашин, я, кстати, кусты. Шашин бала бяш, оши. Джихаден, анус рашин. Мало. Армат, мало алу визитов, еще моуши движения. Завезли, мало, завезли. Автоматически это. И никак, мадайте, это не прелюбодейство, это там не секс тебе, это не зина. Он специально чисто джихад баня, они там усердие, джихад делают, усердие. شو طنبوشنا يول جماعة شر هنها لا يوحشنا ليل دنيتي بوشونس وجزائر سجاين. Давай ели наш хербуцали, ели наш хербу. Ну войну кам, иш даже дати, инза тогда это вообще это шамил басады. Это да, ла Ахмад Хадж Кадиров бусал дня, дуй арба мекшли алшин, а я чхадиш хадалич. Дуй бусал дня, пойтбуч баш, да, сокиет ват. И иш трелиш ят, ага, это что наоно. Это царь бусал вообще уются, боишь. Ну война постоянно хербну. И ислам дин карма бо, там это что, я уже ишта хилития и бош сахульцига. Прям гуш хульхон. Зудрит сахульцига вообще, берш нахуй, берш нах бо, кудо. Хуй берш летаем, просто пол любите. Вот мужской пол какие-то существа. Общие, короче, клявшие, картошки, тиши, ноши, вообще это фетишо стать, а вечеринкш, сан олша бятуш, адман тукшляхти, адам души, и он сам удолж, и он дешна будешь. Именно, короче, нах больше, лилушкаш будет, вот им нравится убивать, им нравится вот, все он там чего-то лишил себя ради своей этой долбанной религии. Я не придерживаюсь этой религии, соответственно, я себя не лишил этого. И он, представляешь, вот ему плохо, ему хочется это, но из-за Аллаха он якобы это не делает. Но когда он видит, что я это делаю, он меня ненавидит, прикинь? И прикрывает свою внутреннюю боль, свою внутреннюю ломку, свою внутреннюю недостаточность от этого привычного, ради чего он якобы сейчас только что отказался ради высших целей, ради божественного. Если ты ради божественного отказался от, например, сигареты, то какого хрена ты ненавидишь меня, когда я курю сигареты? Что, не можешь терпеть? Ты меня ради меня его бросал, что ли?
Вот это вот с такими садистскими наклонностями, там у них жизни нету, они тупые, смерти они не боятся, соответственно, потому что тупые. Они не думают о завтрашнем дне, о сегодняшнем дне, о детях, о потомстве, о стране, о народе, о нации, о языке и культуре и так далее. Их волнует только то, где сегодня будет их член, в теплом месте или в холодном. И все. И где он будет вечно? И будет ли он вечно стоять или не будет? Или будет, скажем так, сжигаться? Или его будут жарить вообще? То есть в ад он попадет или гурьем между ног навечно? Его только это волнует, это абсолютное животное. Поэтому оно смерти не боится. Не потому, что оно какое-то смелое, мужское, мужественное и так далее. Это абсолютно обезьяна, которая долбится очко с такой же обезьяной. И у него нету ничего святого, ни морали, ничего его не волнует вообще. Его волнует только одна вещь. Где будет вечно его половой орган? И желательно он будет стараться, чтобы его половой орган вечно был в теплом месте. Ну, не сверхтеплом, конечно, а огненном, адском. Ну, вы поняли. Это не смелость. Не путайте смелость с, скажем так, с нерассудительностью, с безрассудством. Это не смелость. Не в нашем понимании. Не в чеченском понимании, по крайней мере. Есть огромное количество именно на эту тему. Почти что весь фольклор направлен на это, что смелость не заключается в том, чтобы героически прыгнуть в бой и сдохнуть. Это абсолютно не о нас, не о чеченцах. Это о бусурманах. Об обезьянах, которых волнует только, опять же, извиняюсь за тавтологию, которых волнует лишь, где будет их половой орган. Вот это про них. Побыстрее сдохнуть. Ну, потому что, понимаешь, секса хочется, уже не терпится. Жены нет. И неизвестно, будет ли время. Вот этот момент был, Южный парк, такой, South Park есть, такой мультик для взрослого, да, с юмором. Там был момент, где учитель там рассказывает про этих мусульман, и он такой, у тебя смотрите, вы живете, тебе ничего нельзя, короче, нельзя ни пить, ни танцевать, ни петь, женщин тоже нельзя, у тебя в глазах песок, в заднице песок, конечно, ты будешь весел на весь мир. Потому что... Sounds that. Говорит себе этот, у тебя, ты живешь, да, представьте, побудьте на месте мусульман, ты живешь, тебе нельзя не пить, там, нет, женщины не танцевать, не петь, у тебя в глазах песок, в заднице песок, конечно, ты будешь злиться на весь этот мир. Burada işte evvelki çağlanma yok ki son hol şeyi da. Dela izam цен хульши. Еще молчал. Ще партуа мегадон. Dela dok. Dünyanın ya için stremitse deniyor evvelki çağlan yok ki ne yok ostu. Dela цен dünya abim. Хадия за цен dünya abim şeyh izutçun çambak эту гербоци танаметя. Единственная возможность, единственное место, где есть пол и человеческое тело, которое через вот эти все наши нервы и так далее дает нам какой-то мозг, какие-то сигналы, после чего мы получаем какие-то удовольствия и так далее. Это есть только в этом мире. На том свете там нету полов, там, удовольствий, нервов каких-то, импульсов и так далее. Удовольствие можно получить только в этом мире и в человеческом теле.
можешь уже все. Лучше женись в этом мире, братан. Наверняка. Для страховки. Хотя бы. Там не столь смешно будешь выглядеть. Ну, а кто знает, может ты и бот. Понимаешь? Арман, Как пятничный базар тогда? Если ты бот, то тебе объясняют. Краю. Тебя только использовать, и все. Арман, женись, мяха. Почему они не женятся? И сам процесс женитьбы, муштицар, приходит, покупает дочь. Но до этого ты сам не можешь ни увидеться с этой девушкой, там, ни поговорить с ней, ни узнать ее. И контакт халищатшин. И ты каким-то образом должен себе выбрать женщину, но ты ни с одной женщиной не можешь контактировать в то же время. И как-то ты должен жениться. Так, какая это проблема? Видите? Просто айнцеву сага, и даже 4 раза получается. Ты женишься, просто абсолютно даже не общавшись, ничего не говорив с ним, просто купил и пошел. Ну, Да, это такое, но пусть и купит. Неважно. Это же не женитьба. Авторс добавит это Дарьясу. Я сегодня как раз таки слушал этот вопрос. Во-первых, я не знаю, кто у меня Садавыч включает, БДРС Хульсом, просто у меня интернет немного барахлит сегодня, как обычно. Баркал, да, ДРС Холь. Второе, я сегодня как раз слушал, что вопрос задали такой, что, где, когда такая передача была или есть, не помню сейчас. Там задали вопрос, вот разница между европейцами и восточными людьми, то, что европейцы женятся по любви, восточные просто так имеется, это заключают какой-то брак, и вот эта разница он объяснил. И вот у нас институт Маирова, вот это знакомство, что именно люди знакомились возле речки, да, возле родника, так знакомились, и Да. Должно. Короче, чеченцы добивались женщины своим сердцем и своим мужеством. Мусульмане же покупают ее как проститутку. Все. Одно предложение, весь смысл. Я отворил подземку. Интернет мой эмоцию. А и вы традиции жить, то, что там женщина унижена, это аж там они же просто воюют с нашими традициями, то, что вот все беды мира это из наших традиций настоящих мужчин и настоящих женщин, а не женоненавистников и мужчина-ненавистников. Это самых естественных, настоящих, естественных жизни. Соответственно, он не будет нравиться всяким каким-то экзотическим вот этим, экзотикофилом, скажем так. Хочешь покрасить розовый цвет, покрась, пожалуйста, но только не говори, что чеченцы всю историю красили голову в розовый цвет. Это же неправда. Но говори, если ты мне, типа, думаешь, если я тут, типа, он, смотрите, как его нервирует, когда мы там чеченское уничтожаем еще больше в себе и еще больше в себе делаем раба из себя. Его это бесит больше, или мне вообще плевать на вас. Эмоции, что направлены ярче, потому что больше вы никто, да, у вас нет души, вы просто программа, бездушная, тупая программа. Эмоции направлены на таких же осознанных, понимающих, здравомыслящих, рассуждающих, размышляющих людей. Вот для них я этими эмоциями, скажем так,
Не скуплюсь. Armand, treš ujuns. Trešų. Nilā, kīkšķi, Latviju. Sun, gan tagad tikai tā, kiko, šarfudzijāma, hits, kiko, jās Latviju. Šī ujuns ēd vairāk. Sun, tagad tā, kīkšķi, ħaġa, adminšiem, gāts, vasalatās, я не вижу пока. Latviju nav Trešā, nedošu varam Latviju. Latviju, sun, ekrāntījās YouTube čāli. Ātri darsē. Telegrāmas ekrānti вывести in jušanos, jā. Kiko išau первый ряд даватим. Цутя кик ма ан YouTube ча ekrāntījā, kik na gučvolu šušam. Suna YouTube čā, as halatu šušam. Ubēra. Tā ir. Хэш улицу. Вот, tas был Бусалднах, и 9-летний возраст Айши Арева Тешца, история Люиски. Витола, собственно, название мой, ну, это шафийский ученый науки. И я отчет мой, типа Арбош, отчет женского возраста начинает якобы от первой менструации. Типа 9 лет у нее было якобы с первой менструации. Балда. 9 лет менструации больше приписать до этого и обезьянч вообще лет адать. Шкаф там дикабац. Вот что еще ла, я не знаю, цани хаты ты. Я из интернета загуглить, ты холсишь, куда я хазам что шиится, 9 лет начинается. Я цахичу не умшиится. Ибн Хадми, кинешка, тари, тайху наш бог, чу язина бог. Я абсолютно сказал. Нет, сауна де куда ма, и дуодельча, и зуд, а вот это, ну, Мари и гора, это продолжение рода. Для продолжения рода, Армат, ассаламу алейкум. Соборница, дючусо. Для этого все строится. Пармат хатадас. Цигата бух болшта умма дутин дейчо качена. Я цахилле вообще месячный. Что мдуйтига? Даже и вообще цедича. Цин ял шо должен, а яла елчик вошь. Не проходило ни одного дня, чтобы он не посещал меня, и между ними типа было все, что бывает между мужем и женой, когда у жены месячные. И что ему дарите, Бог больше? Нет, и там уже вопросы от извращенцев. Бывают такие фильмы, наверное, видели, жена им изменила, они хотят услышать подробности. Как она с ним спала, изменяла ему там. Ну, есть такие люди в мире, у них такие свои психические травмы. И они лезут уже, они возбуждаются от этого, и они хотят дальше тебя затащить уже. Они хотят картину Айши, 9-летней, они хотят представить секс 53-летнего Мухаммеда, 9-летней этой девочки, они хотят тебя затащить в этот постель, понимаешь? Чтобы дальше уже углубленно обсуждать эту тему. С такими людьми вообще такое обсуждать дальше нету смысла. Это абсолютное животное, которое, скорее всего, долбит корову, которая у него стоит там в сарае. Нарт, можно вопрос? И до конца своих дней он будет долбить только эту корову в своей сарае и ничего. Нарт, то есть он ничего не брезгует, ему вообще ничего не воняет, ему объяснять нечего. Есть четкое определение замужества. Нормальные люди женятся означает положить ее себе в постель и сам лечь к ней в постель. Это называется замужество. А когда ты берешь кого-то воспитывать, это не называется дебиловым замужеством. Это называется опекунством. И потом не женятся на них. Вы вообще обезьяны, дубляете, что вы несете? Шуите,
Когда Казахстан выслали чеченцев, ингушей, там остались маленькие дети без родителей. И, естественно, чеченские мужчины не оставили этих детей без родителей. Они взяли и усыновили себе этих детей, среди которых были такие же девушки и женщины. И теперь представьте себе чеченца, который берет в опекунство какую-то 6-летнюю девочку, оставшуюся без родителей. Там 3 года возится с ней, типа воспитывая. А когда наступает 9 лет, он сообщает нам, что с этого дня это его, не его дочь и не его там, опекун, не караул. Падчерица. Не, падчерица. Не. Опекунство. Не, под оккупи... И два шлица, ну ладно. Подопечная. Опекунством, да. Под опекунством, да? Вот. Подопечная, ты имеешь в виду? Да, вот, например, вот, под ее опекунством она находилась 3 года, все думали, там, он опекает ее, усыновил ее, там, хороший человек. И потом, когда наступает 9 лет, он уходит, этот чеченский старец, 53-летний, и говорит нам, короче, с этого дня вот это моя, короче, дочь, это теперь жена, короче. Я ее опекал 3 года, теперь я видел у нее месячные пошли, она готова для секса, так что я с этого дня буду с ней спать еще плюс. Нарт. Говорит смотри, такой чеченец, ваша реакция, комментарии, реакции к такому ответу, такому явлению. Какова будет ваша реакция? Вопрос задать по поводу язычества. Я не слушаешь, я с людьми общаюсь, что-то обсуждаю. Да я просто и так понятно. Ты хочешь, чтобы я все это отложил и на твой вопрос ответил? Исламу. У меня Ты вопрос хочешь, чтобы я по всю поводу... свою тему, все свои тезисы, свое обсуждение с людьми оставил, и твой вопрос послушал, да? Ну а почему бы и нет? Ты же как... В смысле, почему бы и нет? Чувак, вот я тебе отвечаю, тут 129 людей подтвердят, ты не задашь вопрос, который 1 миллион раз не задан уже в этом чате. Представляешь? Ты не сможешь задать вопрос, будучи мусульманином, который 1 миллион раз в этом чате не задан. И ты считаешь такой важным свой вопрос? Ну хорошо, задавай. Я и так забыл уже, что хотел сказать. Армат. Задавай свой вопрос. Хорошо, мой вопрос такой, смотри. Я не очень религиозный, поэтому за ислам меня не спрашивай, сразу говорю. Но я у тебя спрошу за язычество, так как ты продвигаешь язычество, ты бхармат. Вот у меня сразу к тебе вопрос. Ты же говоришь, язычество это истина, ты призываешь к нему. Поэтому у меня Он сразу не призывает, вопрос. не. Ну хорошо, хорошо. Заканчивай вопрос. Хорошо, смотри. Если посмотреть предание, допустим, возьму предание, записанное в 1978 году от Салманы Патиевой, записал это предание Аминат Болгучева. «Орел и рыба» называется. О том, как появился этот мир. Что в те времена ничего не было, кроме неба и моря. В небе летал орел, а в воде плавала рыба. Сейчас мне всю мифологию Скажи будешь мне. рассказывать. Ну, а что, по-твоему, как тогда язычество будет Да мне строиться? вообще На глубоко преданиях, плевать, на что там легендах. какая-то, кого ты назвал, написал что-то книги. Мне глубоко Ну, я могу тебе плевать на другие это. предания почитать. Да ты Могу можешь другие что предания. угодно мне читать, мне глубоко Как плевать хочешь на прочитаю, всё как это. Сармак, Ты как можешь орел мне Сармак, показать, ты можешь мне как Сармак показать, дракон съел. ты слушаешь вообще, ты можешь мне показать книгу язычества и прочитать мне там ее? У тебя Ну, в есть том-то вообще и дело, книга моей этой книжки религии? у вас нет. Ты вообще у меня спрашивал, Есть какой предание. религии ты следуешь? Есть ли у тебя писание? Какие у тебя мифы поддерживаешь? Взял какую-то хрень и говоришь, Ну, значит- ты отвечай за эту хрень, которую написал там Хорошо, кто. да. Да Да. плевать мне на это. Значит, у тебя Зачем я просто должен не... за это отвечать? Нард, значит, у тебя Пусть просто тот, ненависть кто к исламу, написал, без это и каких-либо отвечает, и все. Вот тот, кто Формат. этот написал, где ты читал,
Вот у него и спрашиваю, что это, отвечаю, я спрашиваю тебя за это, где ты это все записал, зачитал, от кого? Вот у него спрашиваю, зачем ты у меня спрашиваешь про какой-то бред, который кто-то у себя... Предание от своего отца, наверное, записала. Ее отец был каким-то глупцом, я не знаю, психически больным, какой-то бред нес, она этот бред записала. Меня это должно волновать, серьезно? Ты так думаешь? Ты реально хочешь со мной обсудить про язычество и задать вопрос о язычестве, исходя из парадигмы вопросов авраамических религий? Ты серьезно? Ну хорошо, тогда какую религию ты будешь говорить, вот, ночь черная, вот, например, ночь черная. Почему день тоже не черный? Ты говорил бы такое? Что не расслышал? Ночь черная, день тоже почему не черный? Говорил бы ты такое? Ну нет. Нет, вот твой ислам, поэтому мое язычество не сравнивай с твоим исламом. Ты слушаешь ответ или нет? Да, я тебя слушаю. Вот, твой ислам и твои вопросы, и твои мифы, и твое отношение вообще к религиозным каким-то текстам исходят из твоей позиции ислама и этой матрицы. Понимаешь? Мое язычество не находится в этой матрице. Я не обязан тебе, твоей же парадигме, отвечать на какие-то вопросы. Они относятся только к тебе. Это только в твоей религии. Это только в твоей жизни эти вопросы. В моей религии этих нету. У меня нет писания. Моя религия — это естество, вера в естество и реальность, то, что есть, и не верить то, чего нету. Пустым обещаниям. И все. Хорошо, Бхармат, если получается, если у вас, у язычников, нету своей книги, нету своего писания, можно сказать, это просто пустышка. Это просто пустышка. Да, я тебя слушаю. Если ты, ты понимаешь, что это говоришь ты? Ну, это просто каждый понятно. Потому что ты предания отрицаешь, легенды отрицаешь. Да я микрофон свободен, стаю слышь, патас. Ты понимаешь, что это говоришь ты? Вот у тебя, у авраамиста, евреи написали тебе, Гою, какие-то стихи там, сказки, в древности, когда был Рим, да? И ты сейчас, уверовав в эти сказки еврейские, пророков еврейских, в еврейского Бога, которому было насрать на весь мир, сотворение его. 1500 лет только он вспомнил о остальном мире. Вы реально хотите сказать мне, что это всемирный Бог? Бог Авраама, всемирный Бог, которому было плевать там миллиарды лет на весь мир, и только еврейским народом он там сисюкался? Вот понимаешь, у тебя есть Писание, и твоя религия, твое Писание исчезнет, станет пустышкой. Но извини меня, моя религия не находится, еще раз повторяю, в парадигме твоих вопросов, ответов, мышлений, вообще твоей матрицы. То есть мы на мир смотрим по-другому, понимаешь? Твои вопросы, они настолько нелепые. Такой вопрос. Почему ты тогда, вот если ты говоришь, нету никакой парадигмы, матрицы, ничего, почему тогда рассказываешь о языческих богах? Никакой парадигмы, никакой матрицы. Я говорю, что ты находишься в этой матрице, и мою матрицу хочешь в соответствии поставить со своей матрицей, и что у вас там общины, да, у вас там свои законы, свои вопросы, свои ответы, да, вашей исламской тусовки. Ты пришел и говоришь мне, почему у вас тоже тут в языческой тусовке не как исламская тусовка, и как исламские вопросы у вас тут нету, и как исламская тусовка ответа у вас тут нету, и как исламской тусовки какой-то книги у вас нету, сказок какого-то арабского древнего какой-то племени. Ну ты вообще понимаешь, насколько смешно ты выглядишь со стороны? Хорошо, Бхармат, тогда вопрос, тогда откуда нам брать вероучение о язычестве, как нам изучать, откуда мы будем знать, что вот, допустим, Дьяла, Всевышний Бог, это и есть Всевышний Бог. Может, он вообще украден у аварцев, откуда нам знать, если у нас нет, если у язычников нет своей книги? Мне вообще ничего знать не надо. Все, что мне надо, все я знаю.
Ну, Я видишь, просто я настолько свободен, я настолько уверен. Знаешь почему? Потому что я не говорю то, чего я не знаю. Потому что я не обещаю то, чего я не знаю. Понимаешь? Я отвечаю только то, что я точно знаю, и чему я могу привести стопроцентные доказательства. Остальное меня не волнует. Если кто-то лезет мне в душу и спрашивает, кто я по вере, то чтобы вы понимали, чтобы вот этот сказочный мир авраамического бога, вот этого долбанного вы сегодня, который устроили на этой земле, на этой прекрасной земле, этот долбоебический авраамический мир, который вы устроили. Давай без аморальный. оскорблений. Без оскорблений, давай. Как это еще назвать? Как это еще назвать людей, которые верят в Бога, которому было плевать на весь мир миллионы лет? Его волновали только, и он сюсюкался только с одним еврейским народом. Вам не стыдно было последовать за локальным еврейским богом? А нам откуда знать, что, допустим, Дьяла или Тушоли и другие боги, это боги вот нахские, а там, не знаю, может, они тоже еврейские. Может, ты еврейских богов нам хочешь втюхать. Ну ты вообще микрофон, Ну, хорошо, ну тогда скажи, Дело свободное, сейчас отвечаю на твой вопрос. Откуда мы знаем, Дьяла взят у евреев? Вообще хлеб вы охуите на вас, ты. Ну я тебе и говорю, может, Дьяла взят от евреев. Вот когда ты говоришь «может», скажи мне, пожалуйста, предпосылки к этому. Как появилась такая бредовая мысль у тебя в голове? Что тебя сподвигло? Ну, потому что нет у вас священной книги. У язычников нет священной книги. Откуда тогда знать, что как есть? Потому что ты предание... Что значит священной книги, чтобы знать, что Дьяла это нахский бог, нужна, а не еврейский? Нужна какая-то книга, что ли? Ну, конечно, а вдруг ты его украл? Откуда знаешь? У кого украл? У евреев? Я говорю, вдруг... Ну, потому что, видишь, книги нет, поэтому мы откуда будем знать? Украл! Да плевать мне на твою книгу, я подтираюсь. Перестань своей книгой уже, повторяешься. Еще раз я не оскорбляю твою у евреев нахуй взяли Дьяла, да? Ну, откуда может тогда, быть, если у них... Может быть, ты говоришь. Да? Тогда покажи мне, у евреев есть Дьяла? У евреев нет Дьяла. Нету вообще Дьяла, и никогда его не было. А ты пришел и задаешь вопрос, может, нахуй взяли Дьяла у евреев? Ну вообще, откуда насколько ты глупо выглядишь, ты не осознаешь это? Ну, священной книги нет, поэтому я не знаю, откуда брать. Да какой священной книги? Зачем ты это повторяешь? Да потому что я тебе говорю, откуда? Ты своего отца знаешь? Я своего отца прекрасно знаю. Но не записан, знаешь, в священной книге. Прикинь, в еврейских сказках твой отец не упоминается. Как ты это знаешь? Может, у тебя другой отец? Нарт, по себе людей не суди по-братски, окей? Я твой отец, я знаю пришел к своего отца, я знаю твоих. Тут никто никого не судит, братан. Тут на простом примере показывают со стороны, насколько ты глуп, и все. Насколько ты смешон. И смешны твои вопросы. Ты говоришь о религии, но при этом ты просто весь твои... Я еще раз повторяю. Я говорю только то, что я 100% знаю, и чему могу привести 100% доказательства. А ты что говоришь? Может быть. Ну, потому что я твои говорю, может проблемы, быть, братан, не надо на меня вешать свой... Не надо на меня перекладывать ответ за свои слова. За свои слова, братан, отвечай сам. Я только за свои отвечаю. Поэтому любое мое слово имеет 100% факт и доказательства. Дьяла нахский бог. Это 100% факт. Все нахуй говорят Дьяла и всегда говорили Дьяла. Вот факт тебе 100%. Хорошо, тогда вопрос. Твой тезис, Смотри. может, вы украли у евреев, можешь привести этому хотя бы, какую-то предпосылку, чтобы ты настолько глупым не выглядел? Хоть какую-то малейшую.
Я тебе говорю по поводу священной книги, потому что ты мифы отрицаешь, предания Нет, отрицаешь. ты мне Ничего говоришь не- священную книгу. Я тебя спрашиваю про евреев. Может, мы украли у евреев, ты сказал, да? Я сказал, может, У язычники украли. иудеев, чтобы язычник украли дело, он у иудеев у самих должен быть. Или Ну, мы отлично, украли у да. евреев дело, которых у них нету и не было. Ну хорошо, допустим. Он Ну, должен у откуда них тогда, быть. как ты будешь распространять язычество, если у тебя нет Я никаких знаний о язычестве? где я язычество распространяю? Ну, вот я видел, как ты выставлял богов, там, Диао, Тушоли, кстати, ты выставил Что Тушоли значит как выставлял богов? красавицу с Додом. Я выставлял, Ты выставлял. я выставлял разные мифологические истории пару раз. Навские. Ну, и что? Я распространяю язычество? Я тут сижу, проповедую, о, приходите, становитесь язычниками, приходите, братья, Ну у хорошо, меня ты вот даже истина. выкладывал. Ты даже выкладывал Тушоли, как вот эту красавицу с Удодом. Ты не слышал Хотя мой ты вопрос? прекрасно Ты знаешь, вообще что слушаешь? Тушоли У тебя это- мозг рабочий? Извиняюсь за вопрос. Не знаю, как тебя назвать. У тебя мозг рабочий? У меня мозг рабочий, я тебе Если говорю. у ты тебя вот мозг даже- рабочий, ты вот даже когда на тебе обычном задают языке вопрос, слушай вопрос и отвечай на вопрос. Ты тут не давай, следователь, задавай. и я не подсудимый, братан. Ну давай, задавай вопрос. Но если что, я тебе сразу заранее скажу, что об исламе я мало знаю. Но об язычестве мы можем поговорить с тобой вместе о преданиях. Хаймарс. Язычестве говорить предание, не предание, мне абсолютно это не интересно. Тем более с тобой. И смысла в этом тоже никакого нету. Ну хорошо тогда, Нарт, вот скажи, вот ты даже на обычных, вот самым обычным обманываешь, вот ты даже Тушоли, только не надо перебивать, ты Тушоли изобразил вот такой красоткой с Удодом, хотя в действительности ты прекрасно знаешь, что это она изображали Тушоли в виде Пацан фа. очень сильно тупой. Нет, Несите ты это другого, прекрасно пожалуйста. знаешь. Ты просто пытаешься Хайм, ты как-то, уже знаешь, задолбал, красивыми. короче. Давай, пошел вон отсюда. Иди отсюда. Хаймерс, дай мне его на 2 минуты, пожалуйста. Не. На минуту он больше не будет здесь. Иди школу окончи, вернешься. Вот его уже Чего? запредельная вот эта тупизна уже, ну это нестерпимо уже. Это... С чего он или другие, кто тут слушает, решили, что где-то тут языческое распространяется и там поклоняетесь я ему этим задаю богам? Это этот просто... вопрос, он не отвечает, Фудзияма, ты же видишь. А, Ты выставлял, а я не тебе. ты шали. Ну да, выставил. Я Повторяет привык опять. бог швахты. На двух чарбов, откуда вы это вообще взяли? Но если Хаймарс или кто-то другой закидывает этих там, это в качестве истории, это наша история, и культура, и все, больше ничего. Тут божества не распространяется, тут здравый смысл к нему призывается. Да, ну, видно, человеку объяснять смысла нету. Чем больше будешь объяснять, тем больше тупым он будет становиться. Поэтому, как бы, лучше остановить на такой красивой ноте. Ремарка, можно еще одну ремарку сделаю? Насчет священного писания, вот он это писание. Вот это священное писание, оно распространено, вот эта тема, значит, священного писания, имеется в виду божественного какого-то писания, только у семитских народов. Вот там это придумали, это шарлатанство, и оттуда это распространилось. Но конечно, в других религиях были какие-то... Есть и Ригведы, Фудзияма, тут ты не прав. У арийцев тоже есть. Я сейчас добавляю, я добавляю Хаймарса, не дал мне продолжить. Конечно, есть и в других религиях священное писание, но там не сказано, что их не спосылал вот Бог, там кто-то связывался с Богом, и он это диктовал им все это. Это чисто семитская тема, что кто-то вышел на связь с Богом, и он это все продиктовал. Ближневосточная. Да, есть такое. Притом, смотри. И метрические священные писания, да. عندك حدا نانا يد المغوليت وتي عادات Анват, интересно, хатар في وضوحهم 1400 чем-то лет قطعات описания يوقعين
Я спол вообще промежут, Ну, периодичность, само писание, я жиктиш, Да. ниш, там уже все, жикты все забрали. Через Но ислам и имеется в виду христианство. мне интересно вообще это периодичность, да, период, промежуток, какой был между этими писаниями, логически, цепочку выстроить к следующей, когда, типа, ну, должно было быть, типа, или судный день, или какое-то писание, даже, по идее, по логике вообще. Антитеррор, Загаз Катагу, короче, будем брать Инстаграм, давать бешвой. Интересно, он ссылку на нас, он вроде бы расположен к дебатам, узнаем, ли его вывести на дебаты. Все разместить миры, видео о том, что якобы возраст Айши отсчитывается от первой менструации. Да, абсолютно интересно, ясно, первый, не первый, какая разница, там уже столько аргументов, столько источников я уже привел, самых авторитетных, что уже дальше там, если что-то и привести, это будет не столь авторитетные источники. Все доказательства, все хадисы из Сахиха Бухари, Сахиха Муслима, все там собрано, это неопровержимый факт, что в 53 года по исламу, в исламе Мухаммед женился на 9-летней девочке. Это факт в исламе. Он просто на дебаты он имеет в виду просто его на другую тему общую, на исламскую, против Контент, да, и этот вопрос. Но именно и вопрос ставится еще и уже тецалоца организма, да, отторгать. То есть это уже дух. Ходіємо, чого? Вот вопросы цены дух деха сделаешь, короче. Ходіємо. Ладух, что слушаю. Sam xatlar sonra çoya xatır dət boşa şorda da. It's how Давай. Нюхал, хватер, дуа. Ходіям, бяхма была, а второй пассажир как раз блоки вот еще не следил. Ну, я сделал. Милори, он вышел Рори. Он сделал с бакетица, аккуратно, короче. Троллит, чаквава. Помял, я что ли. ويحومهم ضيعكم الناس مسلم وبوصة ما شاء الله. Я такой буду гайшон, еще оправдать, да, следует шум даст, и просто еще очан, то есть, да, и он даст, когда оправдать, не моя, то туман, да. Дух Болчара, 18 лет тоже, Едина Бахта. Они, наверное, перепутали 18 лет Айши, да? Мухаммад, да, Вилла Цункера. Прям так описывается. На груди Айши у него. Да, в одном хадисе на груди, в другом между грудью и головой. Шеей Айши. Цун берит что должна, и дершон, да? И цун марится, я нашел берит что должна. Он сватался 6 лет, вошел ко мне в 9 лет, а когда он умер, мне было 18 лет бахцу. Айша, пошел. И что самое интересное, и ляш хайнаха, ляш хайнаха, масара лайла илаллах ал-олка, отцу почему-то призывал, да, к высшему обществу. Высшее общество. О, интересно, да, вот что за классификация людей в этом исламе? Это как может быть по-человечески? Ну, вполне возможно, скорее всего, игрок Хламеки задаст тоже.
на хлеб подать. Возможно, я не знаю. Но, скорее всего, им хлеб отсахьется Мухаммад. Инцер понимания, рай с уровнем моей трепет, с этажами, короче. И кто вот более на высшем этаже, то на более высшем. Типа, классификация, тягаю. Общество хазини, общество хазини, образно, классификация, вот это именно принижение, унижение, ложница. Все равно, да, ты что там, штатишь под плинтусом, а что еще больше? Ишь, да, ладно, что я ешь хлеб, и понты щач, короче, да, из дух что? Знай свое место, Бог, да? Типа, шайбы, тишер, ну, со второй этаж делаю, тишер, третий этаж делаю, тишер, и что ли? я 18 лет получаем игрушки Шалоуша, Мухаммад Чуича, подружки Синин Далу, Шинхил, родителя. Нарт, у меня вопрос по поводу захоронения. Вот людей начали хоронить под землю, вот христиане, мусульмане этим занимаются. Это вот авраамическая придумка или до этого люди тоже хоронили под землю? Вот наши предки, например, в склепах хоронили. Да, вот я начался, скорее всего, какие-то, ну, очень аборигенские какие-то племена. Вот человек ответил неандертальцы. Нормальные люди там относились к вот этому похоронному процессию как, ну, по-другому. Там, сжигать и так далее. Землю просто закопать, это, ну да, неандертальцы и авраамисты. Я к тому, что наши предки в Кавказе... Маршал, да, эстетичные, ну, это. Да, вот, не, чтоб не вонял, и все как. Ну, не вонял, не разлагался, картину не портил. Глаза тоже требуют красоты. Вроде как наши предки на Кавказе не хоронили под землю. Наши предки не хоронили. Они вот уходили в склепы и вот там складывали. И складывали таким образом, чтобы солнечный луч попадал на тело. Под землю у нас людей не хоронили раньше. И индусы вроде тоже не хоронят, буддисты. Это вроде бы... Да все не хоронят, маршалы. Римляне и греки сжигали их на костре. Да, так и надо. Человек умер, надо сжечь тело. Чтобы душа не застревала в мире, пока его тело разлагается. Поэтому надо сразу сжечь и в Вальгалу. Вперед. Как это обстоит у тотемных животных, народов? Может, в этом будет разгадка? Тем, я район Рита, исламская наука, я шире. Это он уже сердце не идет у меня. Можно я добавлю такую ремарку, сделаю чисто исламское изобретение. Эликсир жизни, Да. Прочитаю кое-что короткое. كنت حاجة الدنيا أنت على يل شو بوقش إيش تصخيش دي شو مش توين تدين ويبوقش دي بوصل دين دار وشو بوقش вот эти ваххабисты Индия. Ну эти да, возможно там эти ваххабисты с них смеются. Но есть такой персонаж Боиш Харушин в суре, это пещеру, упомянутый Хизир его зовут, который там Мусу сопровождал, и он у него спрашивал, да, что к чему там, то он корабль там продырявил, то мальчика убил, то еще что-то он сделал, этот Хизир. И вот есть... Стену починил. Да, стену починил. Вот есть упоминание во многих хадисах, что он все еще жив. И что, к примеру, что он выйдет, когда Даджаль придет, и что этот Хизир перед ним выйдет, и он, короче, этого не поверит этому Даджалю, скажет, что ты вот кафир и так далее. Он его потом убьет, потом оживит, и я еще сильнее убедился и так далее. И эти люди приводят в своих этих тафсирах комментарию к этой суре, к этому Хизиру, что ученые, я уже читаю, цитирую, ученые разногласят относительно жизни Хизра. И многие из них считают, что он жив,
все еще жив и совершает 5 молитв в 5 мечетях. Аль-Харам, пророческая мечеть в Медине, Аль-Акса, который в Иерусалиме, Аль-Куба, который тоже недалеко от, в Медине тоже расположена, и в мечети на горе Тур. И этой мечети там нет, это просто сказочная мечеть. И он ест в каждую пятницу по 2 порции сельдерея и трюфеля. Пьет из воды эликсир жизни, а также выпивает из колодца Сулеймана и купается в источнике Гихон. Гихон — это такой источник в Иерусалиме, там тоже в арамейской религии освященный, там что-то Дева Мария что-то искупалась, или что-то там она сделала. Далее он пишет, этот шафиитский факих, этот знаток фикха, он передается, что он сказал. Что он сказал? Это, получается, аббасидский вроде халифат. Абу Наср Банданиджи его зовут. Он говорит, что Абу Наср, он утверждает, что спросил у Хизра, то есть он встретил его и спросил у него, где он совершает утреннюю молитву. Он ответил: возле йеменского угла Каабы. Затем я делаю кое-что, чем обязал меня Аллах, то есть возложил обязанность. Затем совершаю полуденную молитву в Медине. Затем я делаю кое-что, чем обязал меня Аллах, то есть возложил, опять же, ему качество обязанности. И затем совершаю послеполуденную молитву в Иерусалиме. И вот эти рассказы и высказывания, что это все еще жив, и выжил, что причиной его долгой жизни является то, что он выпил из источника жизни, то есть эликсир молодости, что-то типа подобное. Все это упоминается, например, в разных тафсирах. Один из тафсиров, вот я записал специально, это Муджируддин Улейми, Фатхур Рахман, называется книга, 4/209-210, то есть 4 глава, 209-210 страницы. Так что у мусульман есть свое изобретение, безусловно, которое там вот Тесла тут заходит, да, говорит там, и скоро генетический прорыв будет, и будем побеждать смерть, а мусульмане уже задолго до вот этих мерзких кефиров победили смерть, нашли эликсир жизни и молодости, и вот один из них все еще живет. Я не закончил с этим Аллахом. Мысль сбился я. В общем, смотрите. Так. В общем, это у нас это у нас, смотрите, пример самого раннего вот этого Корана, текста на экране. Вот, это самаркандский манускрипт, самый древний, рукописи якобы, ну, листок, пару листков, найденных Корана. Вот видите, нету никаких точек, ничего нету вообще. Вот видите еще, манускрипт из Топкапы 749 года. Тоже никаких точек, ничего нет. Вот видите здесь, с правой стороны. Это старые Кораны. Ну, листки сохранившиеся. Это Коран Али, согласно традиции. Нету никаких знаков, точек, видите? И вот тут 28 арабских букв без точек в 7 веке получается у нас. То есть никаких 27 букв нет. Есть только 6 букв в арабском языке. Остальные буквы еще не развиты. Тем более в письменном виде. Тем более в кораническом виде. Понимание коранических текстов без точек практически невозможно. Что доказывает нам, это доказывает нам наличие 37 разных Коранов. Разными они 37 получились именно потому, что в них не было точек. И когда они начали ставить точки, они
не знали или, не знаю, может, знали специально, меняли эти точки и переписывали его каждый раз. Так вот, 6 букв. Смотрите теперь. 6 уникальных букв в арабском языке, 7 век, 6 век, времена Мухаммада, 200 лет, только 6 букв в арабском языке. И 2 листка, 3 листка Корана, без написанных на арабском языке, до изобретения всех этих точек и так далее. То есть пару листков. Черт поймет, что там написано, конечно же, это не Коран, это просто приписывается якобы к листку из Корана, с древности и так далее. Но есть там и большие 700 каких-то годов, через 100 лет, 150 лет приписываемых Мухаммеду, да, найденные реальные большие тексты, хотя они тоже отличаются от сегодняшнего, потому что точек не было. Опять же, 6 точек. Уникально. Вот смотрите, одна вот эта буква, вот этот смайлик один, в арабском языке, он может быть 5 букв можно сделать из одного этого смайлика. Просто делая манипуляции этими точками. Как это выглядит? Например, смайлик, если внизу 2 точки, а вверху нету никаких точек, если внизу 2 точки, то это буква Е. Вот она. Е. Если внизу одна только точка, то Б. Если наверху 3 точки и внизу нету никаких точек, то The. Th. Если наверху 2 точки только, то Т. Если наверху только одна точка, то Не. Все это появилось только в 8 веке. Только спустя 200 лет после приписываемого времени жизни Мухаммеда. В 8 веке только появляются в арабском языке эти точки. Так вот, теперь давайте взглянем. Экран не слетел. Теперь давайте взглянем, как у нас будет выглядеть Аллах и Аллах без точек. То есть в 7 веке, в 6 веке, во времена Мухаммада и после его смерти лет 100, как выглядело слово Аллах. Давайте посмотрим. И перевод целого, как он бух. Так, арбумо. Точек школа. Так, Твоя зарювая. Так. Я примерно говорю. И арабус. Арабский переводчик его. Ока, точка. До ока, до. До. Соврал. Короче, Аллах. На арабском языке.
не тягаете. Наглеешь. Дивишь. Да, такая я. Уешь, я знаю, я вообще... Фудзияма. Интересно, ты так, когда-нибудь такой бред вообще в своей жизни видел? Сейчас я тебе покажу. Посмотри, что они тут понаделали. Чего? Вот, чего? Короче, альбом отпустил. Есть хотя бы хоть какие-то рушен, буду. Короче, вообще по правилам арабского языка тетитуш, да, это вообще какой-то нонсенс. Это целенаправленная работа. Это то есть от Аллах до арбумата, якобы. Окте ажаца, это ему утяла. Аллах. Сунум те да, цонгуш сун смайлик югуш. Не, и теду. Только в слове это Т так не пишется, тем более с буквой Л. Оно идет вот вверх и вот так. Короче, но они вот только пробелин, просто Т добавили в конце. Кетё? Al-hargoyoka. Al-dinацат. Югака пробелин Т дилан. Кетё? А если их Аллах слово полностью, как и надо, правильно, полностью написать и убрать все точки, то там Аллах, разницы нету. Аллах, т в конце. Это в Египте такое существовало. Арабы, евреи, следовательно, обитавшие дикие племена вокруг, заимствовали цивилизацию. Соответственно, тоже переняли этот обычай добавлять Т в конце к женским именам. То есть это Аллат, она была. Но женщина-богиня, как бы, в патриархальной революции как-то не подходит. Хадиджа, богатая, это Аллат, богиня, правительница, которая покровительствовала этим племенам, людям, живущим, арабам. Хадиджа. Хадиджа выстает в этом мифе исламском как богиня Аллат. Богиня как женщина, имеющая вес в обществе. Потом с Мухаммедом, как бы, Мухаммед противопоставляется женщине в арабском обществе. И через вот этот, скажем так, собирательный образ под именем Мухаммед, арабы в своем обществе аккуратно лишают всех прав женщин. Все, весь ислам. Это патриархальная революция в арабском обществе, саудовском, аравийском точнее. Все, женская богиня становится мужским богом. Аллах становится Аллах. Две точки сверху просто не ставятся, и все. Точки придуманы только в 8 веке. До 8 века слова Аллах вообще на земле нигде нету. Точнее, до изобретения этих точек. Но есть Аллах. Она зафиксирована еще до нашей эры Геродотом. Что арабы очень почитают Аллах и клянутся и скрепляют клятвы свои. Как нахи скрепляли Тушали богини. Точнее, почитали богиню. Армат, зачем придумывать велосипед Бог? Ну, да. Да. Короче, ищет наш штукош. Леете. Вот что царил, что наблюдать, мял до царки. Сунцаха, душ, что благодать. Презрение, как солилось, как солгас, как вообще дешитар дел. Сугаска уже гуш бац до корш усал нахболш. Гаска миллион раз бэршум шулаху карал.
миллион раз. Хотя я пробел удалил. Зачем здесь эта Т буква должна быть приставлена целиком? Вот это сделал я, что есть? Программ, Диеле Харио, я какой-то ерор. انتر جوجل شايف الله مصر هو شغلنا هذا انت ده قلت هذا تتياك أدلنا تتياك und Allah хердуться на хето и тетях он не будет отличаться от Аллах. По правилам арабского языка это нельзя так писать. Он целовал так, что бусал язык болчак. А он целовал. Зачем они неправильно пишут арабском? Арабский грамматик, арбу муафук, инзали дух бусал бежу мадуэ. А он целовал. صار قالك ده موضوع عرمت عجبش قالك ده ما ده имам вообще. Ока вообще киеча уязин хажа. Хажа меня нахья тига. Хажа. Хажа тига. Смотрел? Ага. Ага. Смотрела. Джо-йо. يبقى قولي ورق ليش يا أخي أوقع جان هوقع مو يازن هجا الله ده دي أشتغل آدي نوقع ل أتقول آدي لن ديخ قولي تيجا نجا سام أدريني يا إيش راس تقوى دوتسار لن الله يازن هقول То есть там те буквы, ты ладошь, да, ни в какую песню. Ну, ну. Да, я хазхи, чему боюсь. Халилай монахиячи, халилай. И Google закона Аллах маструк. Так, хауслаш, хока, я зову, хауслаш, Аллах. Давайте. А, Л, начало до ТЦК, что не стало? И Т буква, Х буква в конце цатери язушмаду и цатер он садится. هذا على الله مو يازي ها من جد كذا يازي شيء مليون и شد двойной я шегель штол короче. Хитрый ты шбук. Бубок, да. Бубок, да. И Google законно чувство верующих заливать, я еще даули еды. Содержится. Альтернативный вариант был. Аллах тебя. Латекс. Может, я ошибся, могу ошибаться, не знаю, короче. Но мне кажется так.
ишли ахьецо движение. اللي بوق بوغ يبق خليش يات بق قليلا يات الله أكبر الله أكبر. Они веками стараются против Аллаха воевать, Бог. Это как интересно они стараются против Аллаха воевать. Так воюют с Аллахом, что сейчас там разные обезьяны в центре Берлина, Лондона, США, Индонезии и всех стран почти что кричат о неуважении к местной культуре, к неуважении к кафирам, изнасилуют их дочерей, их детей, и никто им ничего не говорит. Вот так воюет с Аллахом, да, весь мир. Да мы только начали. Поздно, что лишь бы не было. Мы только начали воевать с вашим Аллахом. Лично я. Я только начал. Я наоборот вижу, что все его поддерживают наоборот. Потому что Аллах платит дебилов, рабов, отборных, коих нету нигде в мире и не найти. Путин мол Аллах дал Трамбен против Аллаха. Он это делает. Путин не просто воевал против Аллаха, он победил Аллаха, скинул его с трона и сделал, и захватил всех рабов Аллаха себе. Теперь все рабы Аллаха являются рабами Путина. И ну не все, там есть 1% каких-то других тоже, которые Путина хотят на Бен Салмана заменить. Поклоняться не Путину, а Эрдогану или Бен Салману. То есть это лучше. Эти типа русским поклоняются, это неправильно, надо лизать пятую точку арабам. Вот правильно говорят они. Для нормальных людей разницы-то нет. Какая разница, русская, арабская. Хотя русская может быть и чище. Чуть-чуть. Ама, дойдем, в начале 2000-х, 90-х, Эдеркоин, бирж, арабский, поймали, салах, его сам, кино, доллар, коин. Ху доллар, барат, какие-то. Кинош. Башар Асади, да. Башар Асади, да, кино представить. Не, arbeitać, börsungsgojts, Muhammad-gotsat, вот Эмлу Лобош, Венцухена, Яхтан, кино Яцер. Оказывается, Аллахиц, Борец Лац, тоже второй, Башар Асад. Сундас, Яхтан, Лок, и кино, прикинь, коммунист. И то, бусуплек, мау. Вот я демонелина, Американ, дал, коммунист, пац, Да. И коммунист, Борец Ацик, Арбо, Мохшка, Раскашен, ну, Вежрал, Карин был, союзник. Человека почти что. Коммунист, чак цаяч. Дамаца белица, китайчан, раскаш, иншу коммунист, шуга, исан, проиграть, да, коммунист. Лейшун битора. Царь коммунист, мусульманч, бина, переименовать, бина царь, иншу мусульманч, ислам, религия, и начали по всем этим арабским государствам, сверху вниз, через этих диктаторов, распространять эту идеологию рабства. Они хотят утащить мир на на свой уровень, потому что понимают, что им генетика не позволит никогда дорасти до нашего уровня. Поэтому общий интеллектуальный уровень мира они хотят спустить. В их парадигме это называется спустить миры. Но они это называются типа подняться на миры.
Им никогда не подняться туда. Чтобы туда подняться, надо быть человеком светлым. Не только эгоистом, а еще и альтруистом, что, соответственно, темные не способны. Еще и кожу соответствующую иметь. Да, конечно. Поэтому как бы их это бесит, и они хотят всех сделать компотом. И по цвету, чтобы все были коричневыми, ну, не белая и не черная, какой-то компот, короче, непонятный. То есть и уничтожение и белой расы, и черной расы, и выведение какого-то компота абсолютно рабского. Не помнящего ни своих предков, мать у нее какая-то негритянская шлюха, отец какой-то вообще один раз оприходовал ее и исчез. И вот будет мир людей таких, которые не знают, от кого они, кто они вообще. И я не говорю, что это там что-то, не знаю, что-то унизительное, что родители не выбирают все-таки. Но когда у тебя не такие родители, а нормальные, говорит, что это уже плохо, и воевать против этого, то есть против нормальных родителей, это уже ненормально. Это неправильно. И пытаться всех сделать вот такими, не имеющими ни родителей, ни помнящих, кто они, откуда они, абсолютное коричневое, рабское, серое быдло. Ни белого, ни черного, ни красного. Абсолютно полностью серое рабское быдло. И одна коммунистическая элитарная партия в виде избранников Божьего народа. Вот к этому они идут, к этому они стремятся, к этому они хлопают. Все мы вместе к этому идем. Армат, а Мухердар на основе достоверных хадисов и Корана кино бусолдыны историях поэмарал. Интересным Хердароны. Негативные эмоции вызывают главный герой Хорватии и в конце кино, да, تعرف حلقة وعلقتين داخل короче, داخل короче, واحد да, уже إمت يا и شيء تناق شيء داخلي نش دا вин бол, лейш хил бол, и нах гича, так цумца жимала уважение хер, хоккул усалом шел, хочешь использовать инхальчам баш. Ты баш олдалаваться, ты баш усалаваться, короче, да, на ихнем фоне, на фоне его сподвижников и последователей, потому что иш вообще чего эх обезьян шелду, вообще эх нахал, будь это ли лучше, царь долгом. То же самое, шейдан гуется хукш, мабуть, центярит наша, шейдан дити нанюш да вюш темш бойч, вежиш твам бойч. Цаюр твой, мабуть, оушал летит наш. Шендер живоли арбош, оуши бойит наш. Дал ти халич. Одниш душ бреш бусанила. Бу, Халид бин Валид. Йоцун зуд изнасиловать нацу. Усоп так. Кварт барабьян. Что Халид бин Валид, что великий полководец, убил мусульманина за то, что тот не сделал байат Абу Бакру, который через свою эту маленькую подстилку, которую подложил под Мухаммеда, пришел к власти после Мухаммеда. Ему Али Садинацин байат. Фатима и Мухаммад, цо байат садяш, еллашани Абу Бакра. Она так и не присягнула ему. И Али ему не присягнул, пока Фатима не умерла. Из-за того, что ему этот Малик не присягнул, Халид бин Валид пошел к нему, отрубил его голову, сжарил его, съел, в эту же ночь изнасиловал его жену, мусульманку. Халид бин Валид, Абу Бакр, праведный халиф. Не то, что не наказал его, а запретил даже осудить просто словами его поступок. То, что он убил мусульманина,
отрубил его голову, сжарил ее, съел ее и изнасиловал его жену. Он даже осудить запретил Абу Бакр это. Он сказал, он сделал это, чтобы устрашить других, чтобы они боялись покинуть ислам. Типа ислам, они говорят, они все прикрываются исламом. По сути дела, ислам, после смерти Мухаммеда, вы все слышали, что типа, мусульмане начали массово покидать ислам. И типа Абу Бакр такой встал и прочитал какой-то красивый аят. Те, кто поклонялись Мухаммеду, Мухаммед умер, а кто поклонялся Аллаху, он вечен и живой, и типа все ему присягнули, и все вернулись в ислам. Нету такого в исламе. Там огромное количество людей после смерти Мухаммеда вернулось к своим делам. И Абу Бакр воевал и убивал их. Халида привел я вам, убил мусульманина, он даже не вышел еще из ислама. Он просто не присягнул Абу Бакру. То есть не посчитал то, что он сделал, достойным. Еще дольше. Элаквесан Мухаммада. От Шейвайк и Мухаммад, Шайол Чуктаквин, Шейюбкан, Бугавалан, Садукин, Вьевейтан. Юхша Ляшхайна, Хок Мухаммад, Абу Бакр, Хильез Байгар Халиф. Ял Ара, Ял Цахар. Хар Шейвайк. Нагиб Цунг Айшатик и Аритан. Хайн Со Мухаммад, Халиф, Хильез Алия. Само Али Ума Ялия Цач. Айшату. Хунугату Али Ялири. Санакант я кварта был швель вокис, сонди квот сахацо, милхельвиес, и Алла шавечил, я халиф. И все. Минц Абу Бакр, халиф хельвиешу. Али, Фатима, естественно, с этим не согласились и не присягнули. Но их, с ними такое, конечно же, изнасиловать дочь Мухаммеда Халид бин Валид не мог. Понимаете, да? Ну, дочь Фатимы, Мухаммеда, как бы, ненормально это будет. Поэтому иди, выбери более-менее значимого мусульманина, там, сожри его голову и оприходуй его жену в эту же ночь, чтобы другие боялись мусульмане. Вы понимаете, ничего не приходит вам на ум, черт побери. Ничего не вспоминайте. Поминаем одного русского свинью. Вот. Русского свинью и арабского жополиза. Понимаете теперь, да? По какому принципу поступают все восточные тираны? Я до этого момента, конечно же, был 100% за развал России, ярым русофобом, антирусским. Но после этого я пришел к осознанию, что существование России это как бы целесообразно и может быть меньше из зол. Но сейчас просто из-за одного поступка, а не выселения, на все это мне плевать. Просто из-за одного поступка, что они это ничтожество посадили у нас, на территории Европы. Не будем даже говорить о России, да, что они считают. Не на территории России. На территории Европы посадить это ничтожество, посмешище. И на весь мир смешить и издеваться над чеченцами. Вот единственный за этот поступок можно полностью, полное уничтожение, а не развал. Все можно простить, но этот поступок, это никогда невозможно будет простить или закрыть на это глаза. Это настолько, ну не знаю, ничтожное действие, ничтожное дело, спустить настолько бесконтрольно вот эту бусурманскую нечисть на территории России, а именно Чеченской Республики, как вы выражаетесь. Поэтому все как бы ваши слова, все ваши утверждения, оно как бы имеет мало веса. Что поделаешь?
Таковы мы люди. Если ты не соответствуешь своим словам, говоришь одно, поступаешь полностью наоборот, то доверия словам твоим уже как бы не будет. Можешь винить весь мир. Все равно на тебя насрать. Тебя все равно весь мир уничтожит. Воевать со всем миром, ну, это не то место. Система не воюет. Игра не позволит. Есть статус-кво. Его надо соблюдать. Tas reāli bošs ir iztūp nadodāšu, kas nokķi zadri šajak arboču Marion, visā dušanci gēlu zadioči. Dimsi loka tohešai, čā boršal kīja, dienal kīja, nokķal kīja. Tas reāli bošs ir šuic, jek zadri arboč dājā, visā rishicigā, экрай. Муслим, тебя когда звали? Вполне разумный ход Дильз, я полностью понимаю этих женщин. С одной стороны, они чуть-чуть гены поправят арабские, будет у них дом, уважение, там, богатство и так далее. Ну, если там повезет нормально выйти замуж, я имею в виду, а не про этих шейхов, которые там на месяц квартиру сажают, как наши хосюртовцы сажают на месяц наших женщин, приходуют их месяц, да, на квартире, а потом домой. Мы же все знаем, это у нас делают наши типа чеченцы. С хоси-юрта. Давно уже. Сколько женщин там с хоси-юрта, они на 2 месяца на квартиру посадили, оприходовали и выкинули. И сколько у нас сейчас таких женщин? Хотите, я вам скажу? И что ей делать дальше? Ты возьмешь ее замуж, которого какая-то свинья из хоси-юрта приходовала, какая-то обезьяна. Полуметровая. Ты женишься на ней? Конечно, нет. Потому что ты понимаешь, что ее уже выдав замуж, ее просто, ну, либо подложили, либо не противились, понимая, что ее просто подкладывают. Закрыли на это глаза, включили лоха на минуточку. Вы же это понимаете? И куда эти женщины теперь должны пойти? Их же тысячи сейчас, оприходованных хосюртовцами. Они это называют замужеством, но замужество не бывает на месяц сажать на квартиру, там мах и дрючить месяцами, потом домой. Это не замужество, это проституция. Поэтому как бы шайла, бусал был шайла, короче, голубой шел шайлуха, где сосовеку как бы, на меня шу хардек дине голубой гла, я хардек дине бусал дин гла, на меня, на мой внутренний мир это никак не повлияет. Физически, конечно, я покину этот мир однозначно, предварительно поссав на него от души, извиняюсь за выражение. Но в любом случае, короче, лишь та штука, короче. Вот так и живем. И будем жить, Аллаху Экбер. Но от самом душе, задрых и бачишь. А, будешь, Наташкаш, короче, Наташкаш, мабуйша, любимый. Шайновчичен, ты, яхкай, короче, юрта, на алюахкай и полный воровыды, Наташка, алюамаху, йо, бершим. Nagās, ja nāksāt, jau kāsnā olavēt, ja pats un tīknie lieks, un edini rīboši, jūs tā jūsmajūts jāja. Jo соответственно, цюртери там оцеялю. Так, шварт плошки, якої, зутрі, куди дізвується анінці? А? Куди воїнці? От зутрішан це, а югіс, хосюртачу, уже иган хая это не шинботта. Сюда діється. Нормально, адам каринацин. Хуеш асалц арбашик именно его ногти задрибан был.
Дяжем родиться, арбаша, ты рабочий, целый день уперешь, тоже эрливан, ты тайн. Эхруши был, ты тайн был, арбой был, саништа. Но дяж нормально видел, что гораздо больше. Хулиш сахажешь. Ишь арбочим, я мега дуца шику, яс. Хосит, от спицем был, нахсан был, чагай, обчулявшил, потайном, ши. Такая крахчул, давошише, арбош, даво. Дэнэн душан. Куза цаах ийцам хэр баарчу. Хош хийсүр болш баарчу. Давоши корва. Шэй си дэйтни. Только там стадио, да, сэй видеош, моя араш чеченка и не чеченка и няни чечени цибо. Шэй дабонеши, давай, айш. Видеош сэлош. Potain mums bēli ir lietu un nokči jāžvitties. Jo potain mums bāņā nokči šeit jāzbān dabān šuti tēpeša to jāžvittis. Ховши бяхи дас, ко со стороны аш до, короче, шишан ти ховшин, адяш ты то как той. То аддитиш. Шен лучи да, о ха дю, короче. Ja, die taske elhundert, zati 200, zat 800, zat voi had ajedi. Hopilles ja tak mellett csenderes, hol delszidol, adika jöl, marsha hol, sejti tuo elhundert, erre, majd a ajezidol. И тема в ближайшие дни я холсадует. Чакав корой. Всех все эфири дол холсадует. Шука. Адикер шутах, терес, адикер маршой.